лезет, читать. Хотя вообще оказывается демонизация Европе, а конкретно и извращение, церковь как бы в их глазах и демократия вообще демонизировать тяжется. И не есть мух лез больше, я хам бяш бусобнах вух. Из тем, что интересно обсудить. Музей демократии мух лез больше, да, шариат. Демократии мухали из Европы объяснят, что Австрия изложила, что Австрия и права человека нарушать еще демократии, что говорят еще из Австрии. Такое слова с положения. Шариат мухал из демократии, шариат такой сын. Это Палестина. Цигай ситуация велцевых демократии хулшать больше это он так ярко как я понял одолг ай мершо что Израиль поддерживать тяжело нейтралитет держать тяжело без разницы а мершо что ашвует так все демократия хулоца биодиктатор хул по их мнению. Но как это вообще вяжется с وشدوا التو لا وجوه الروق чё подкольную Турцию и вообще до встречи чечен больше одик ошту ходим алдом вообще лерам ходил мадаса ладмашец в Кирилл чисто такие я чувствую около больше жиктил со мной это не прокатит сон хашен что трёх больше аж мой вож Денис Серицунце геджукти Цин бойз мобойзиш прекрасно царючали пич и уяре и цар подлизываться дяшам кар замечательно молодой жуктиш я маслой кар дог европейч и лоцерг такамш и лоцерг но еврейшн дик бойз мобойзош с чем они имеют дело. Я, кажется, самое интересное пропустил. Dēlā Ibrahim cer mēļol ar efīškāju, и демократии не иногда молотties. Шей почалкшка, цай не тит ваттацин, в Европе хабях кан хозя. Вообще цай демократия, цай хума есть хозя. Вообще адеду свобода слова, цай хума цаолит бошегишт. Хизбяш букош хозя. И музей, что хизош можете, прям демократии, постоянно, то Австрия вообще побирать демократии. Куда сюда, да? Демократия. Шайцлия лёд решит. И лицемер, дящие разные. Шалоншли, лоши, что. Шейк дог 4-24 цадайчишта демократиан не следящ юэлцах етсан. Иду из 4-24 дозволите до 64 ери, 65 4 ери, но из браки с несовершеннолетними. Еще шен дозволите, это аква тот из хорошен правильной демократии, что это акает волшинас. Теперь вот в их мировоззрении правильной демократии долго не кербеан замужние зудри хизба дозволять я шел законодательство и еще демократия настоящая, они вот вообще это свобода слова там свобода вероубеждения там и он сейчас демократия оказывается. Российские оппозиционные, российские силы оппозиционные, ПСАИ, ходил отдать, но какой вариант целый банду, что еще да, душа, бах, представь, бля, положение, да, российские, да, действительно, но варишь твоим дадут, какой вариант целый, что да, душа. Да, для установления слова Аллаха подходит и российская демократическая площадка.
Свобода, за том самого ислам дин сомнительный хадиш, сомнительный шат, шековош, хадиш дишан боши, Иуду. Похоллахинц. Рамштейн, это боя видео давайте. Халифи последний видео он канал. Сомнение, что он был. Сатемшин сомнительный, тем, что бош, сашет, эхцапуш, короче. Или мобайл, то есть хожа дуй. Рамштейн хэш вола. 2 минут бояться на видео. Да. В Лубянске видео, я эти нас прям. Это он дал условия. его доводы. Точнее, даже не доводы, громко я сказал, его аргументы. И я задумываюсь, имея как бы такую большую базу, там 2 сахиха, несколько суннанов, там шерхи на них, то есть там очень огромные там эти цепочки передатчиков, там, наука целая, которая проверяет каждого из этих передатчиков. Вот при всем при этом бывает момент, что ты какой-то хадис увидишь, там, почитаешь, и он тебя в ступор загоняет, и ты не можешь, у тебя сомнения возникают. Хотя хадис достоверный, но тебе нужно, короче, его конкретно копнуть, потому что он тебя очень серьезно озадачивает. То есть постоянно у тебя происходит, при всем при этом, хотя там есть как бы определенная работа, проведенная над всем этим, но у тебя возникают какие-то сомнения. А представьте... Поступила. Шеков, ладно, я выкину. Конкретно муртад хлопа, да. Цоганты цана, кодбах кэнцана, гэтё, цоганты абох, бутундел штарат. Хатан балэрч, бук замада. Задним числом демократ хул, швока, потихоньку. Там, умрати балан бу, глава и Путин и Пиротинши, Салахи, Лубянский. Умря готовший процедуре, губах охранил, готовший додяш махтух Ибраим. Лубянский еще. Палестинин, водия, Палестинин, да, смог это? Вот как раз вообще без всегда было сам как раз вместе все. А сейчас свой радио маршал от студенты чуть сам Рамштейн. Я это была ведущая Гайта, اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته فلسطين اللهم فرج عن فلسطين اللهم انصرهم اللهم احفظهم وعلى اله وصحبه وسلم بحق من انزلت عليه سوره الفاتحه رب الخير فلسطين كلها رياق باق بس это. Да, Лубянский беспокоится за судьбу Палестины. И раньше черед масхарутияш. Халдуксун за них переживать просто. И араберш хок арабу шариатчик цаирш оршайк цамайус. Орша ночью чё почал клишулшат имрат би. Это одна халифат Иерусалим хаёкш. А Палестине почал клешу, и Аллах идёшь букош Палестине почал кле. Представляешь, зума. А ночью почал хлба уят, ночью был хлба уят, ночью гимн
Это на Палестине государство есть. Насильно. А вот на тебя смотрят. Сегодня вот с Tolgan этим... daqiiqad baqmda. Выстил. Tolgan daqiiqad وش اللي اشتاع просто прогулки нцабиахкарыш. Та видео ютига. Вот стуган чукварта было, махту объешь, махали, дикво дахлы. ليه؟ لا إبراهيم عليها نوتي تو يرسل حتى يقتنات بتشارك كليشوشات بجيم كليشوشات بتشارك كليشوشات نزلت كليشوشات فلسطين دي عنيش سيابل يوروبيا بشرياتك شاورش تورتيا برش نوتي تو كليشات فلسطين بتشارك يش بقولشي خدوه دموع يغاز كشنيز ديز خبارة ديز İsrail, İran'ın tehittin boş, вообще o dünyada kadar tehittin boş. İran'ın tehittin, tırnaş, şubatnik, gamaş, lasınç yetvaşlar, tiyer. Var yetvaş, işte golpeş yol kaçıştan yetvaş. Metbol, öyle. Boş bir kadar iş paderiyor diye var. İşte bu kadar. هو الدنيا ده عمال يلو تعالوا ميات وبشي تعالوا فيها وبشي يقوم تحت إذا شيء أتو مستعد أرشيو تعير شيو هو أرا يرشيو هروم شيء يتكلم كلام ود كرر ويلي شو ده هر أرش ما بقولت لي شو أرا بس ما بقولت هذا شو كرر كلام ود داور ده Abo Kirill Krüger окружение мое есть сан Германия. И мадуи есть окружение мое. И зам ведда вышмич бед. Вы стоите ли лажбая? Акрой, мои шорты сидят. Да. Het houdt het. Het doel met klorogen. Ik doe je op Duitsland. Dat er naga. Hou je daarom Sharbas gaan, haar Suleiman over, haar Kutay over, haar Hernelil op Kazakay over, haar Albak over, haar Shekaret nesta Peter Yolali staat. Zij zie door sta problemen op staat. Zij dat zal hier zo samen met de Joden. شو دورك شو تكليتي سندات خيرنا هنا هاي وشو Это с нами? Иран свободный Иран. Смотри, там просто непонятно. Это как бы наш соратник, наш сторонник, я не могу понять. Иран, если Данисош была, Шувежри, Вайвежри, Дубай, Вайвежри, Юсунич, или Саудовский Аравия, Вайвежри, вот я не могу чуть-чуть понять здесь. Вот Ирану еще что нан Айшен Хубахайон это я здесь вот вообще даже Израиль Америку табок бабахта да хауше что да вообще شو بشيت ايتني شوش نعم بس إيراج شو تعال أبشي هو كردما شو أبشي هو دهايشان يش راس كشتين يجرجر ودل يدوك شو أبشي قطع ما دار да Смотри, все вот эти вокруг Ирана, они же сунниты и турки, и, короче, саудиты, и вот этот вот Дубай, короче, Эмираты. Я не пойму. И вот это сейчас пишет, типа ваших братьев мочит Иран. Вообще непонятно. Ой, это Саудовский Аравия, чуяч. Угур хит мардо, штига приказ да жибе даст, если он читал. Отцы там чуяч, ну ж буа, брат, ну ж буа, видишь, я мацакует.
Америки, таннехум чутуахица, да, Америка, Израиль, Ючатца, чуячи, в основном, это есть Эмират, Оман, Иордания, Кувейт, Дубай, Цигачи, Саудовские Аравии, Цигбе, Ячмятца, да, ну что вы, По идее, Хокан хасет есть дальше, то, что из Иран самое шей национальное самосознание, что дин уади там шей са. Шей не хале забахч. Хокан хазохет есть дальше и бедат мадуется, или я что шей. Потому что они шииты вообще врагами Аллаха считают. Ой, вообще враги, Бог ты непримиримый. Айшин царь бошник тёрну, шеич, ладуешься, руба, а что ты здесь вообще? Ванен мекш хлчана, кан мекш мауэ, это любой нек. وفلسطين بو فلا لا يا تيجا قوت شيش هاي ديل نعت и кады даты дасозить бельшта дас гой бельшта погонш хлюк от салай да дел да Абу, достуми чулду кыра, цаец все-таки. а Достуми чулду кан точно я чулченеш. бас деш орану люк Достуми шварт мой ди каспал хача куйти ран мач та хача то швау яка. Достом из-за пампес швайгута. Видите? Пампес швайгута, миндальши погонши. я сужу хал и дагу чуха ибрам да ты цендите кады дас да дасозин агра дая дасозин была тилети я то дерзен дел я погонш хлюк Памперс медаль имени Ахмата Хаджи Лативела. да مش والله حلصولي لوحدي حل ويستغل ضغط Цела халха Чечня, аж байрак кырыва арцу. и вообще Путин и создал дома грудь татуировку да и 100% Но коста я шусю Ибраим Аллах тиешу. Шух тиешу вообще. Шудуй и аж массу ок интернет площадь чу маснати доле шей аудал квертец мелдол адам дуй и хайрда деш. Шей векишт вайх цатиешит кеп порту шукаш ишта пейт боч арбоюица шалгон ши лоши вот и кеп юкаш хватине богдохчи қолма. я вообще да الدنيا да تصرفنا اخي вообще دايلو مش يخوت يكسر تقدر وقت نو الدنيا ده مالو امش هوا شو هي شتات تاتجي شتاهو يوتو شو تعو شو جو غروش نوشي قام دو شتات بري بروجرام شتات نوشي قام بريتولات شو يوتو شتات تعبيلك تاع الناس ويقوسني تعال باكو شي تاسيتلينسكي мы воевали мы проиграли شتات شو هو يوتو اي عزيز يوم شو يكتب نوختي شاش بولشا بسشرنا نوختي تاتيا قاتيا شخلوهم شاش بسنشرنا دويش دعويش شرنا مانجي كلا ولا دا نوختي ما داخل بوشكو ما هو يوت داخل Наблюдатель Берг Мобила. Я тебя немного в штыки принял, значит.
Просто вот я за этими людьми сегодня вот пару дней наблюдаю. Все какие-то говоруны в интернете. Что вы там в интернете вообще делаете? Какой смысл? Я никак не могу уловить. Ни религию Аллаха вы не устанавливаете. То есть вы не показываете какой-то там пример, какие-то, я не знаю, ваши предписания, какие-то проповеди. Абсолютно вы этим ничем не занимаетесь. Вы заходите, там в группе собрались женщины еврейской национальности, бабушки, тетки, молодые девушки. Вот туда залезло какое-то чмо и сидит там, вообще полностью пошлятину несет. То есть до того грязно у него. Вообще, я духаю, да, и там борщ дочь, поет борщ. Да, и представь, вот ходят туда, и какой смысл? Тебя там вообще зачморили, дебила. Просто сами себе противоречат, лицемерно врут. Вообще, я не знаю, абсолютно никогда в жизни вот такую вот картинку. Наверное, вот люди, которые там патриотически своей жизни отдавали за то, чтобы вот наш народ, он как бы был успешный, чтобы у нас было будущее, чтобы вот это там поколение, как бы следующее, они нормально в этом мире среди других людей там имели достоинство, имели честь. Полностью все вот это вот как какое-то непонятное отребье, да, вот во что вы превратились, посмотрите на себя. Абсолютно ничего, ни проповеди у вас нет, ни слова у вас нет, ни достоинства у вас нет, ни какие-то аргументами, доводами в какую-то дискуссию провести и ее победить, абсолютно этого нет. Вообще мы сами не знаете, что вы хотите. Вообще полная вот труба, я не знаю, то, что происходит. Просто если ты даже не знаешь, там, не тянешь, я не знаю, не можешь сам разобраться, сориентироваться в ситуации, просто наблюдай, слушай, что люди говорят, может, пользу возьмешь от этого. Раз, залезет туда куда-то через свои вот эти вот убеждения, через свой вот этот мусор, который ему влили там, идеологически, абсолютно сам не соответствует ничему, ведет себя, я не знаю, лицемерно, там, пошло. Bilmazsa så yazine kayesha Ibrahim. Хуэлара. Bilmazsa Allah yazine kamik dari dayesha. О, привет, Я был только на стриме, где этот итальянец Ронин, они там уже судьбы целых держав решают. Извините? Ага. Это ты школа, тик-ток, что? Да, ну вот смотрите, сегодня я зашел, мой тезка там сидит. Вроде он так может общаться с людьми более-менее. Я за ним вот наблюдаю. Ну, сидит полностью, лицемерит. Ему потом, его как суслика начинают по кругу гонять. Там какой-то начитанный парень, азербайджанец, зашел. Он ему говорит, ты поддерживаешь то, что вот там шариат, по шариату они подвешивают людей в Иране, там туда-сюда. И этот начинает скакать из крайности в крайность. Типа в Америке там тоже есть же там какие-то эти казнь, короче, смертная, там мораторий. То есть он не может свою позицию отстоять. Я мусульманин, у нас по шариату вот так вот. Как бы этот мир не перевернулся, вот так. У нас вот такая вот религия, и мы вот именно и взгляды наши, то есть наш устой, самобыт, именно религиозно, он вот такой.
Нет, он не может сидеть там, прыгает туда-сюда. Американцы вот так сделали, а эти вот так сделали, а это сюда. Другая тема была, где про Эпштейна. Короче, там педофилия, он занимался туда-сюда. Я ему аналогию провел. 53-летний, если с 9-летней, там, на 9-летней женится, и все, сразу они меня выкидывают. То есть, вот и Мадуис, ты когда сам не знаешь, как бы не тянешь, не на своих этих, не стоишь в позициях, короче, потом другим какие-то эти вещи хочешь предъявлять, то есть какой-то вот такой, я извиняюсь, там, к народам каким-то у меня нету там ненависти, неприязни, ну, как цыганенок вот есть, вот здесь вот что-то попытается там урвать, я не знаю, своровать, вот здесь что-то еще надурить кого-то. И вот так вот ходит. И потом мы чеченцы, да, вот так вот от имени чеченцев пытается этим заниматься, своим вот этим цыганем. Зачем чеченцам нужны твои идеологические убеждения? Скажи, мы умма, мы мусульмане. То есть, когда ты говоришь от имени вот этих убеждений религиозных, когда ты говоришь от имени идеологии, то ассоциируй себя с этим. Вы за Иран где-то идете, топите, ассоциируйте себя с Ираном. Где-то, я не знаю, за какие-то там идеологии, за чьи-то интересы идете где-то, пытаетесь там за Палестину куда-то топите, ходите. Ассоциируйте себя с этой средой. Причем здесь Палестина? В 2006 году Машаль, или как его, глава террористической организации Хамас, приезжал в Москву. Кто немного с головой дружит, там может немного потыкать по кнопкам, набрать в Google, там, в интернете какие-то слова. Наберите, в 2006 году лидер террористической организации Хамас приезжал в Москву. И какое заявление он сделал? Посмотрите, там четко вы увидите ответы, да, на все. Ja, nisam bra Ibrahim i så absolutno tako šumdecar hun i islamski i ideologisch och jesriachilch hun ist och duchiachilch и hun цакоят яшаш и нохчит hundert яшас аж постоянно ще бага haltseoks prosess nohče бой потом daoit хуйцо идеологи такой Мелдок амде бехдош таким образом. Сейчас бы соб дубош дали лишь, хаммо умацово. Просто и ночью дубош толщаш. И камилстедеш, вы мелдок ам бехтедеш. Это идеология шук идеш. Вот тут один пишет, вот опять, Берг Мобила Элды просто наблюдайте, пишет. А Берг был он десера, хайла. Смотри, вот раньше он написал Аш Аллахан паймаран дух Хаштоц, то есть вы на Аллаха и на посланника много как бы непристойного говорите. И вот он клин ишчамел дождь, то есть вы очень грубо, плохо высказываетесь. Потом дальше вот он пишет, если бы вы не сделали эту ошибку, вы были бы партия номер 1. Ну, смотри, партия номер 1 никто бы не был. Тут никто не пытается партия номер 1 быть, партия номер 2 быть. Нам до партии еще, как мы вот наблюдаем, еще далековато. Я имею в виду в партии, до партии, как вот в классическом там общепринятом ее виде, потому что с вами никакую партию не сделаешь, ну с вами образно, да, вот об этих людях, которые полностью плотно сидят на идеологических вот этих рельсах. То есть есть тут одна очень огромная проблема, не решив которую никакой ни партии, ни шмартии вообще ничего нет. Потому что тебе по религии запрещены партии, тебе запрещено заниматься политикой, тебе запрещено говорить о демократии, тебе запрещено ссылаться на любые какие-то законы, помимо законов Аллаха. Понимаешь, в чем тут проблема? Просто
я уже давно вот в этом общественном, политическом там деле общаюсь с людьми, там какие-то на мероприятиях участвовал много, потом в интернете лично общался с людьми. Тут такая ситуация, что получилось так, что ты вот в эту такую игру, скажем так, поддавки, да, когда, ну вот, ребята, давайте жить дружно, ну давайте мы будем нормально народом, который будет там и религиозно там какую-то свою, я не знаю, духовную сторону, вот ее как бы практиковать. И мы будем и народом заодно, да, вот, который может как бы и политически ну, там, закрепиться, да, или вести политическую борьбу, освободительную борьбу, как бы сосуществовать с международными институтами, работать, сосуществовать с другими цивилизованными странами. То есть не работает оно так, не получается. Потому что тебе вот эти вот балаболы, вот эти попы, они тебе полностью все ломают. Они твое общество начинают вот этими хадисами, аятами закидывать, где тебе запрещено вообще всем этим заниматься. И все, ты проигрываешь полно. Никуда ни чеченская, ни тема, ни политика, ни вообще ни чеченская, национальный интерес. Все оно полностью из болота не вылезает. Просто поверьте, это 100% так работает. Никуда ты с места никогда в жизни не двинешься. То есть вот в таком вот формате, если пытаться как бы в эту игру в поддавки, играя там, как бы задобрить вот этих попов, каких-то идеологов, каких-то пропагандонов, и как-то попытаться сыграть в эту игру как раз-таки чеченское руководство, чеченское там политическое вот это крыло, чеченские военные, все в эту игру поддавки сыграли. То есть давайте, ребята, жить дружно, давайте там у нас будет и религиозная тема, у нас будет и государственная, у нас будет и национальный интерес и так далее. Играя в эту игру, мы вот в это болото, вот в котором на сегодняшний день наш народ пребывает, вот сюда мы пришли, вот в это состояние. Я просто вот пытаюсь тебя развернуто объяснить, наблюдаете, да, пока сейчас тебя не читаю. И ситуация такая, что хочешь ты, не хочешь, чтобы действительно реально сдвинуть с мертвой точки вообще чеченскую тему и не дать полностью уничтожить там идентичность чеченской, там, не дать ее вот это полностью размазать, хотя тут наши некоторые соратники у нас, Тесла в частности, там, ну, ряд других, они уже считают, что уже нас замочили, то есть уже от нас ничего не осталось, только там ножки, дорожки или как это было. Но все-таки я там другие, кто-то еще не согласен, ну, Тесла, в принципе, и сам на этих позициях стоит, что надо нас вытаскивать оттуда, но все-таки вот какие-то другие альтернативные пессимистические настроения считают, что уже как бы там пробивать дно некуда. Уже все, точку невозврата там наш народ прошел. Ну, другие так не считают. То есть нам нужно, другого какого-то шанса просто закрыть глаза и вот так вот бездействовать. Там, я не знаю, вон туда, водопад, ты куда-то по течению течешь, там впереди водопад. То есть хотя бы как-то дергаться назад, пытаться как бы там грести, что-то такое. Без этого не получается. То есть это надо делать. Не факт, что это получится, но шансы есть. Да. И ситуация такая, что тебя вынудили зайти на эту площадку. На площадку, которая полностью в пух и прах разносит эту идеологию.
только так, все, другого какого-то варианта мы уже с 90-х, середины 90-х годов ни одного, ни папа у нас не нашлось, ни одного, ни какого-то доброжелателя или какого-то теоретически там, которого теоретически как-то тут пытаются объяснять, если бы вот так вот вы сделали, или если бы так сделали. Как бы на практике, по сути, не нашлось ни одного, ничего, ни движения, ни человека, ни папа, никого, кто мог бы это предотвратить все. Красиво, нежно, партия номер 1 вот в таком формате. Нету вообще нету ничего подобного. Соответственно, людей вынудили зайти на эту площадку и полностью вывернуть наизнанку вот это вот все дерьмо собачье, которое там как бы запрятано, которое там затаили, которое там замалчивают. И только так. То есть уже огромные плоды мы же видим, да, как все вот эти вот пропагандоны, которые там пропагандируют там провокации. Вы же видите, как они все под корягу заползли, как из них демократы становятся, как они начинают вилять, как они начинают себя лицемерно вести. То есть это уже как бы огромные результаты, да, вот то, что эти, все вот это их там, огонь вот этого, там, пропагандистский огонь, вот эта вся их деятельность, она уже как бы ну так, такой конкретный удар в их среду уже как бы нанесен. И вот они там сейчас начинают буксовать, их руководство начинает импровизировать. Сюда они подключили и все вот эти вот там ресурсы официальные, неофициальные, вон с Чеченской республики, оттуда, из вот этого русского оккупационного режима, из вот этого телевидения, из вот этого, короче, мусорного ящика, который там вещает ЧГТРК, не ЧГТРК. То есть вот такая вот тема тут пошла. По-другому никак нету вот хорошей, нежной, розовой и пушистой партии или хорошего, нежного, пушистого какого-то религиозного папа не нашлось. Все осталось это на уровне разговоров, болтовни. На деле все как бы идет игра в поддавки. Вот такая ситуация. Поэтому хотим мы или не хотим, вот единственный выход из данной ситуации – это полностью вот это вот все потроха наружу вот так вот наизнанку вывернуть, да, показать это, а потом, чтобы уже, ну, скажем так, попритупить, да, вот эти вот агрессию, попритупить все вот эти выпады, вот эти громкие разговоры, а вы вот так, а по исламу вот так, а тут нельзя, а тут нельзя. Вон мы же показали, что сколько аятов в Коране оказывается у нас, да, которые вообще запрещают жить среди кафиров, брать у них помощь, как бы брать у них покровительство, там, дружить с ними. Это все абсолютно, на это все плевали. Сами попы, самые первые на это все плюют. То есть, когда затронут их личный как бы интерес, их личный, там, личная жизнь, их там, личное обустройство, там они вообще плевали на все эти предписания. Когда речь идет о национальном вопросе, там, о государственном вопросе, вот тогда они включают вот эти вот моменты, да, там, включают эту идеологию. Ну, короче, я слишком много говорю. Как-то так, вот, спикер, как тебя, наблюдатель. Вот такая вот ситуация. Потом я сейчас твои посты почитаю еще. Ибрahim, это видео, ведущий, если классино, радио марш, да, до чукорта и ритуал я шмукаешь. Инцахаттер, он говорит, Ибрahim, это шпеги мусульман, вы хакар оши вахид, да, царь шариатчик. Хакара из царь яшо ритуал шо, хакар оши вахид, худо дош, мусульман.
Овши босома дендир был, овши цаама дочишта. Цавизих бархевдеш батуш по идее. Предписание, хайш Путин стал шадат далечи бусу бошвальдеш. Хаканю ахугал делу. То есть ритуал загрешил, хай аушитеш ведущая это было вот и. Ja, eens примерно, это daupšies nachbojas, tā palhulcigaļas ķengāboja nachcigaretes. Mums tā öļš dudri reizvaš tāma dat cigaretes примерно. И нах мишбоан cigaretes, хазига бабатия нах. И ритуал шакар царь ешну, татер ритуал шоқе, тана подклонят дешку, сядик цаду, харани лафу доудузин просто, дякую, что споєння. VIP-gościś był. И битыш посунивайте, нравится это видео, да. За эш реакция алокш. Посунивайте. Вот это вообще кирик вопрос, ну и дикатор, ну это эш гирё, его и всё. Я брал Лондон на Мадаре с последней визите, да. Хука, ну, рейсом глубоко ячваться, бусул нам, больше, а беги, это. Им креатив, дельтига. Отключиться душу. Это дельтига, и по мой волну виллен, да, дабил бел хисуется бат, роуши бой, да. Хисуется бат. Вирблюги, да, ладул, да, хитосович. Шеич, маич, дратиш, матиш, охе, мосту, ахаль бел халбович, ваняди, сунич, Альдваяма, ваняди, Дебира bei Troschika, Gershbucher, danach dazu Udilos und das. Marshall Domasega. Marshall это. Да, Marshall Hill, да, والله شو متهم بالغونس. Это, das Morgen, General, im Ritual, muss so Buchholz jetzt, da, das Roshi, Hudwache, Grüße, لا دويت احتقش صعدتي يا شو متهم بالغونس. وجه действительно Фалестин, Bosch, which million, Palestine, Palestine, which million. О, свежие ритеха. وكانت مرتين تات آدم بوخشو كانت متخلت عنهما Söyleyat. вообще زي آياتنا ذات أسمى حول أوكرانيا عشو جازات وكان باتسجن вообще Миллион, и вообще. هو ده Жагарович, Кадырдович, он шуютов, шум шуплавый, а что это, а таджикши, цаунядин, цахуютов, шум шуютов, это.
والله ومص وين ريكلانا بيتش باش قويد على بيتش مركز بيتش نين نو хорошо تعدي تري ويتشر يرهو يتعد تعنا حقنا Jamşud var ya, Jamşud yazar ya eto. Засқычу O kodik laçın letiri, Afganistan'a onu atwa. Çoğu letir. Koyga iş tavuk her dakika adamda tabii çeşiyor çubet kör bu mosu dayor bu cigana rüş bu hoş melparat bu iliyor. يروح مزايو والله ثلاثة حشا حاجة يرتل مزايو يرويتر عشو تودشتو قمال вообще Музей демократу. Ну, قسنا بارتو одним словом, قسنا عيرنا кинули нас. شيء خليفه مباخر кинули нас. Хума кутаю уж ночи отдельно площадки бог побаться я тащила с причинцеян ищи отцу шагаги за Россию бубак за полную Россию и за российские оппозицию но кривой дам местером де иштаю далам душба иштал духазар Yok etna madat yoş miç bağnatı yok maçabana oş. Kota yok tek çok açık. Bu kaçım sağa son sonu. Şu bir anda sıkıştan herkesin nasıl Evet yar host Ahmet Aytlaş aytı signal veriyor. Yani tam termaz nuri. Кидняк чох лацан по-любому. Вабанк банк, каждый уже кайквасен, мосулмады ночи айдал бяхден. Танаден те бят лужна, канте бят лурбох. Да, иша долум вабанк бан, набалан мабару, я шукать было. خير ديزك خير تار خيرهم. Даже царь цахеки останна дуй. والله نفسي كمان كاشبك بغلت نبات ايتو سون يقولش مدو ده بيوت ياتبو شتات Даже он схричи дуй не в одном глазу сан аж покош дуй. Дох Шейца Бернсани? Шейца Бернсани? Да. Ja, вот где чем музами сан, да, это абсолютно. Bu sorunlar işte dolayısıyla santuçidin bu sorunlar soblüdat da diyorlar müşahadeti izadan soğuklar müşahadeti. Usta oğşolad, şort derse kahtır. Ve şu hoşuma havalı. وخاطر ده يا هرجو ده تحكي نوشتر И кем говорит Аришио Чаром из Астарины, еще халев, буквы шталан, да, что классен, Старины классен, да, халяк, да. Бан gelişir diye mi var işte ya? Evet, klientten işte yotari ödeyeceğini. Лубянский. Это арестовали. Лубянский. Кетер, чучар, бахач была, кетер был, огур, кварт был, кой гирем. Я диалект, більше раз то і ділти геть, на люксен погонь, стат, люксен погонь.
Да. Шуруп шездош, да, да, скрипку штурм. Der ducar din verda shain verda ducar sun ach en khatan ash bot megil khadol qarbo megil kha etmask shut yahme miatsan nakhche elche yakhigyocho etmask shutzer zunde wo ustunat ates och dushem batsonosh. Шиумадович, бая? Да, людям, короче, советы там, вообще страшный какой-то геополитик, да, там, мирового масштаба, у которого все там, ну, как бы пытаются советы выудить, там, полностью аналитик, эксперт, супер-пупер. А на деле вообще пустышка полная, какая-то одураченная, какой-то торчок, который из-за идеологии даже не может, короче, нормально свою позицию высказать, нормально вообще обосновать, за что он там вот эту энергию выпускает, пар выпускает, да, там на просторах там вот таких интернет-площадок. Короче, вот такая вот плачевная ситуация. Ибрahim, вайчанам вообще да шмигу гуду мацахайцы гадуеч дек даже захетти. Ты не можешь со своим соотечественником быть в одной команде, понимаешь? То есть, казалось бы, это твой соотечественник, то есть человек твоей национальности, у вас общее будущее, у вас общее там, на общей, короче, земле, на общей территории. То есть это как тебе и ему тоже нужно. И ты не можешь в каких-то, я не знаю, будь это дискуссия, будь это какое-то там информационное там дело, вот на каких-то площадках во время его каких-то вот этих с кем-то, короче, там разговора, дискуссии, диалога, ты не можешь просто, то есть это вообще чуждое для тебя вот какая-то персона, да, которая наоборот работает на уничтожение там твоей национальной, там, национальных интересов, национального самосознания, вообще будущего твоего народа. Вот ищет до того, ухар ситуация. Нормально, вроде бы, из Шутан, вы должны были бы, казалось, быть на одной стороне, но вот из-за этого дебилизма, который в башке никак вот этот носитель этих идеологий не может у себя в голове разобраться, да, с этим мусором всем. Вот из-за этого ты не можешь, как бы он вообще тебе не то, что бесполезен или там не твой сторонник, а он вражеская среда для тебя. Потому что он ходит и гадит везде. Создает конфликтные ситуации, там, вообще ведет себя, я не знаю, до того неприятно, да, там двулично, я не знаю, мерзко, подло, ехидно, там, где-то пошло. И вот это, люкар, короче, да, абсолютно. И еще себя там представляет обитателем рая с какими-то крыльями ангельскими, которого бури там ждут уже где-то. Вообще полный маразм. Самое интересное, куда отсюда язина, амади шабаха карт, это усал, да, что изучать. Хихаз диц лаш сахач, аз мадиц ба от диц лишь, так что хаздек лахвальч, аз карца, да, что лидер положение, ух.
Зои дюч чо осал хетцаныз. Это осал дочлик, чо короштахыч. Айлемшнах дючтик. Es повторяйташ, ай бахца. Ist Massana Megag Shona Magashbo, Sandu, Barks Hadel de La, Da Ole, Lerks Da Ole, Hun is Chalchich, Huns Och Liloschich, Hak Oman Satsagata, Hak Oman Chalchich, Hun Chaschit, Hukameldo, the Wopshe. أول تامشنج أو خوت دوي أدم ولا دوي قطو دوات إكوارت بوت صغابق أوس ليوس خلتي خوش خيقدر تشردوش خز خنقلش خيقدر قارا خيات تعون دوي تعورتي هم دات قير بقر دولش يقيت غيرتي Сколько можно, говорит, убедиться, есть доступно, массанаду признать, да и цаде, яри, уважи. Вот, дошли, просто в холостую, он лево что-то. Наркоман, сан, цадич, ломк, шхыльш, бутия, худутия. Там передел мира хыч, кидек хыч, так, ваган, вой почалты, вой дин, вой ерхадиш дадах, ёш дадах. Ну, заседание Конституции Махоци хар, шен еще пункт айокш. Иш тахоца хочен, нис сунца дахар, та нис даш тахарче, as магамакш, as дитиш ош, дица дич, дакия тот диш, дакая чот диш, диндацет бы. Он рейс бачтия. Дон Ахча здесь тоже вот пришел со своими тараканами. Точка невозврата, ищите 90-94. Дон Ахчет, это тебе не сюда, тебе вон к русским, который совок. Жду нам. Да, переобули вот этот совок. Зачем вы это сделали? У нас, короче, совок был нормальный. Если к ним обратись, сделай такое, я не знаю, обращение, да, нормально жили в совке, было все нормально. Вы взяли там, попытались демократизировать вот это образование. И вот эти чечены, они как бы не согласились там и все поломали. Поэтому надо было оставаться лучше при совке, чем, короче, там... Да, он должен по судебным инстанциям ходить, чтобы, он же говорит, там, суд подам, там, на чеченцев, что их там притесняли, что-то отобрали. Ты должен, он, спать под этим судами у Зеленского, под дверем. Там ты должен сидеть 24 часа. Машол, келчудех наш. Так, что-нибудь есть у нас по комментам? Давайте по комментам немного. Вот эти, которые здесь всякие проклятия, там, я не знаю, заклинания в комментах пишут, можете зайти и позицию свою отстоять. Да, писать мастерами, но подняться, поговорить, вот там душок не хватает что-то.
Душка не хватает. Дон Ахча, вот ты пишешь, приезжай, отведу тебя за руку в СБУ, им лапши повесишь, Дон. Как раз таки СБУ там уже повешали лапшу. Вот кто это за этим всем стоит, да, за этой лапшой? Вот туда, если СБУ посмотрит хорошенько, кто им рекомендовал там вот это исламистскую... Вот такой же, как Дон Ахча, такие же где-то там посодействовали, создали все. Хорошо. Он, хайшон, машо. Ну, а до Ахча надо определиться, по какому он адресу. В адрес чех будет писать жалобу. Сейчас чеченцев-то разных много, чеченоговорящие есть, истинные чеченцы есть. Вот. На кого он собирается, ему надо посмотреть, на кого. На Сулеймановых, на Закаевых, на кого собирается-то. Он в Турции сидят. Дон Ахча, кто там подкинул эту идею украинцам, что нужно, короче... Понятно, что... А люди, которые находятся на этой площадке, они похищениями людей не занимались. Русских с квартир не выкидывали. Это не по адресу, надо определиться. А так у тебя просто получится бумажка написана. Вот я понимаю, если адрес, который я назвал, вот, ранее люди ты написал бы, вот, может, по адресу было бы. Вот именно они и занимались, прикрываясь религией, что можно там с неверующими что угодно делать, что их можно насиловать, выкидывать, продавать, рубить голову. Это они рубили головы. Я это рассказывал в лесу. Вот, за строителей рубили головы и этим, не только русским, англичанам, новозеландцам, ставили на снегу их вдоль дороги. В адрес кого ты собираешься писать? Вот определиться надо. А здесь, которые люди находятся, этими вещами не занимались. Площадке тебе выступать надо, вот с ними там спорить. Мы другие люди, мы чеченцы. Мы там свое имя старались, как и свое имя своего народа беречь. Не позорить его. Западные спецслужбы все знают. Ичкерия не признана была не из-за западных каких-то спецслужб, которые знают, что тогда было вообще знать им нужно было. Вот сегодняшние вот эти вот религиозные деятели, да, из-за них ну, короче... Он недобиток, недобиток, да, оккупант, убийца чеченского народа. Вот представьте себе, у него власть когда была в Чечне, а не когда. Вот как он относился к чеченцам, наверное, да? Представляете себе? Нет, Дон Ахчо согласен и солидарен полностью с ветераном, но другими нет. Нет, ему и же таким придется к нам обращаться за помощью, потому что мы сами будем этих людей наказывать. Потому что они не дали нам построить. Это вместе с мировым сообществом нам нужна поддержка мирового сообщества. Его пожизненно надо в тюрьму посадить в Чечне, как врага чеченского народа. Да, все имущество. Я к тому, что нам самим нужна будет поддержка мирового сообщества, чтобы построить государство, демократическое государство. Мы сами будем нуждаться в поддержке. Говорит кто? Дудаев? Нет, Дудаев, ну в окружении Дудаева много разных людей было.
работающие на на разные спецслужбы, в большинстве на российские, другие там эти муллы, всякие духовенства, которых из Иордании, Казахстана, везде их созвали. Они приехали в Чечню и продолжали в дальнейшем уже открыто, уже скрытно, кто открыто, продолжали свою работу. Вот поэтому единственное, до Нахчева нам придется обращаться, нам все вместе надо будет. Потому что вы приедете, где вы жили, там у вас будет дом, дай Бог. Поэтому ничего. Вот этот Дон Ахчи, я уверен, что этот Дон Ахчи ставил жучки, где надо бомбить Чечне, русским, помогал русским. 100%, я абсолютно не сомневаюсь. Он 100% с русским. Он должен быть в рядах. И в Украине, я думаю, он этим же занимается, в Киеве. Я примерно озвучиваю позицию нашего вот, большинства. Вот, поэтому, как я себя называю чеченцем, поэтому я знаю, что в голове было у таких, как я. Даже во время первой, второй, я вот войны, помню, в Грозном, я русским старикам помогал. Они были и глухие, и не знали, им некому помочь было, еды не было. Вот я помню, вот первые вот бои, вот это 94-95 в Грозном, помню, вот в августе 96-го, вот уже 99-2000, особенно в 99-2000 году этих стариков мне было очень жалко, потому что они пережили все эти бои в Грозном, Первую войну. Потом послевоенный все этот хаос пережили. Потом опять война. Они же некуда, они все это время в Грозном прожили. Представьте, вот все вот эти русские старики прожили. Там чеченцы, они-то там по селам разобрались там. А этим некуда было, старикам-то. Настоящие чеченцы, вот кто у кого в душе что было, вот они помогали таким. Я на своем примере, я им помогал. Даже вот некоторых там, они не понимали, из дома не знали, куда идти. Он там под 90 лет старушка, у нее сын, где-то 60 лет ему, тоже головой, они не знают, куда идти, что. Там несколько дней их уговаривал, чтобы вот. И там в одном доме, в подвале, там уже несколько семей, вот стариков мы их собрали, их кормили, хотя у самих жрать нечего было. Ну, человечество. Вот, я такие, как я, ни по квартирам, ни русских, никого не угоняли. Даже по себе я помню, после Первой войны, каждый раз, когда я в Грозный ездил, на центральном рынке, там русские старики, они... деньги. Я вот единственный момент помню, что я не знаю, почему я прошел, никогда мимо не проходил. Там 10 рублей давал, а за 10 рублей там столовая. Раньше охотничий магазин был, а там хорошая столовая была. И за 10 рублей там можно было вкусно поесть. Я с таким расчетом, я помню, 10 рублей давал. Зачем мне их квартиры? Как я это же вообще... Как можно подумать, этого человека выгнать с квартиры, заселиться? Поэтому вот из-за того, что некоторые эти вещи делали, этого города не было. Я помню один эпизод, вот, я признаю, потому что я врать не буду, но были такие эпизоды, что старика 71 год и женщину 71 убили. Минутки это было. 4-комнатная квартира. Как раз мой брат собирался купить, в цене договорились. Брат говорит, вам сейчас денег нет, говорит, там дочь в Ставрополе квартиру пойдет, найдет, и летом как раз мы сделку совершим. Мы ждали, деньги они не взяли. Подождите, говорит, мой дочь квартиру найдет. Через какое-то время слышим, что старика убили, жену убили. Старика вроде они там задушили, или женщину, не помню. Старик-то не мог ходить, он дома, это с коляской ходил, а женщину в подъезде, а мужа дома. Были такие эпизоды, но там, насколько массовость, не знаю, но я знаю, были. Вот этих людей я буду сам рад. Поэтому нужна будет помощь, ваша будет мирового сообщества. Я сам хочу, потому что они являются виновниками чеченских бед и русских бед, людей, которые там жили.
против стариков мы ничего не имели. И на их жилье не претендовали. Я все. Вот у нас по соседству казаки русские, они вот своего дедушку прибили как-то. Да сами? Да, сокучуаться балаболить, видишь, дэгдючу после первой вот этой войны. На этот период. Короче, дедуля, ну, бедный, я помню еще, там, мои родители его постоянно там, как бы, там, что-то ему помочь пытались, вот такое. Ну, такой дедушка выходил, щекет вагаху, и там, перед этими самыми воротами, там, у калитки сядет, короче, и с прохожими там сидел, общался. Ну, он черный камень. Черный камень. Пожилой вообще, старый. Черный камень, черный камень. Черный камень. И там Что? его внучата, короче. Не призналась? Оказывается, Как бы это там милость Аллаха. Конечно. Дед мешал, как бы дом занимал. Вот такая ситуация была. Это 100%. Вот такая ситуация была, что... Да, там... Он, видишь, фантазер пишет. Ну, я так и думал, что он будет фантазер. Донахчи, почему-то вот евреи же виноваты, что выдавил все от греха в война в Украине. Подробности тоже не хочу говорить, да? Но эти люди там еще все живут, вот. Хотя это, по сути, это было расследование. Даже долю отправили на тот свет. Не в адрес кого-то говорим, Гибран. Мы же не адрес Донахчи. Мы есть как вещи. Потому что, зная историю, что, конечно, Чечня была завоевана силой, кровью, но люди, которые, эти старики, которые там жили, не на них это же надо. Они имеют уже право, это их жилье. Потому что если мы будем им отрицать право жить там, мы сегодня здесь, в Европе, не имеем тогда права жить. Мы что же нас приняли, приютили, тоже. Ну, не на стариках же эти вещи надо рассчитывать. А люди, которые их укидывали, они даже не воевали. Они чисто жильем занимались. Это жилье. Они видели, что нету порядка, нету. Еще государство не построили. В структурах разные, всякие твари туда пошли работать. Мы же это знаем. И вот эти твари пользовались, занимались беспределом. Вот этими беззащитными стариками. Знали, что за них никто не заступится, некому заступиться. Было же такое. Ветеран, это не показывает Дон Ахчи, это ж Дон, он дает куда бить, все устроился хорошо, прожил в Чечне, кто его выгонял, что он не остался до конца. И много вопросов, просто этот работу свою выполняет до поры до времени. Этот СБУ до нее доберется. Потом соскочит. Донахчи, ты бы за дом своего дедули был. Ну, здесь адрес Донахчи. Мы вещи как есть, что признаем, что эти вещи были. И эти вещи, они очень большой вред принесли нам. Поэтому мы не смогли построить государство. Второй раз мы после первой войны не смогли, потому что это жилье варё уже официально прикрываясь, создав джамааты, бандитские группировки, занимались тем же самым. Они только над русскими, уже из России, из Дагестана, везде вырывали людей. Это опять на нас сказалось. Я не потому, что там Дон Ахчи в адрес меня там что-то хорошее. Не поэтому. Я это вещи видел, я поэтому говорю, потому что у меня в душе было, какая боль была, видя этих стариков. Я сегодня имею право говорить, потому что я это видел, я знаю, что помогал, все делал, эти же вещи. Дон Ахчи спросил отче, как они жили до развала СССР, как они там крутились, как жили. Конечно, лафа закончилась,
пришлось, не всегда же праздник на одной улице. Вот, правда, вот. Дон Ахче, не в этом канале надо искать, не в этом канале Дон Ахче надо. Вот есть каналы, которые всякие джихады, всякие над неверными, можно и голову резать, что и воровать, продавать, рабство их детей, девочек, мальчиков можно. Вот этих каналах Дон Ахче, если выступали, было бы хорошо. Мы и помощниками будем даже. Но я не думаю, что в нашем канале такие люди есть. Если есть такие люди, я с ними ничего общего иметь не хочу. Потому что я вижу, что мы тогда разные люди. Вот в чем дело. Они ему не мешают, они заодно одну задачу выполняют. Поэтому он у нас ошивается. Короче, Дон Ахче вот так вот дедулю на тот свет отправили у нас по соседству. Мне вообще жалко было этого деда, потому что я, правда, когда еще пацаном был, там, по младшему возрастом, еще до Первой войны, я так, так издевался над ним. Ну, издевался, там у него собака, короче, я ее дразнил постоянно, его дразнил. Ну, если он жаловался родителям, то я получал тоже по затылку. Но потом уже, там, когда я чуть вырос, уже жалко было дедушку. Вот. Ибра, вот представь... Вот его отправили на тот свет. Просто я к чему говорю? Потому что если мы не будем говорить правду, и нас не будет никто верить. Если мы будем чисто защищаться, не, надо видеть, надо быть человеком. Вот я вот этого старика, 71 год ему было. Я помню, вот это бывает тележка, он там на руки опирается, еле ходит. Ну и больной он там, видно по нему. Его даже, если тележку брать, он упадет, и там и сахар, чего только вот этого старика убить, у него эту квартиру забрать. Наоборот, если ты чеченец, ты ему должен помогать. Если тем более ты верующий, ну представь, вот этого старика убить, заселяется в квартиру, а после этого... Видишь, как Ахче, они убежали, стали помогать. Все соскочили. Я к тому, что вот после этого там рядом ни одного дома нету. Ни одного дома, этих пятиэтажек ни одной нету. Но если вот так мы будем, потому что опять, хотя Грозный построен, но дальше опять, может, такого и города не будет. Нам надо научиться жить среди людей. Построить свое государство, строить отношения с другими государствами. Чтобы нам относились, соответственно, отношения будут такое же, как мы будем относиться к ним. При нашем плохом отношении, конечно, нам не будет человеческого отношения. Вот. Да, все. Вы будете свободными, кто еще подтянулся из гостей, Лора, Аль Капоне и остальные. Вот Дон Ахче пишет, почему Ичкерию никто не признал? Простой вопрос. Ну, Ичкерию признать было сложновато, потому что Россия на тот период, там, Ельцин, который ездил в Конгресс США, выступал там, то есть обнадеживал западный мир, делал вот эти вот заявления громкие, что они там вот переобулись, уже как бы такими стали более цивилизованными, что все преступления, сделанные КГБ, будут расследовать всем миром. Ну, вот такие вот, Боже, храни Америку. Поэтому не хотели, хотели, чтобы мирно там и договорились, да, чтобы русские были согласны, чеченцы. И времени мало было. И вот
Короче, много там обстоятельств. Ибраим, вот самое интересное, что многие люди, которые занимались похищением, вот этот Байсаров или как, которые в Москве центре убили недалеко от Кремля. Горец, который был, как его фамилия была? Кто? В Москве, в центре Москвы это давно убили. Вот Горец его, как его позывной был? Байсаров или как его? Ямадаев, что ли, расстреляли? Не Ямадаев, Ямадаева позже, а его пораньше. 15, Маулади, да? Да, Маулади. Вот это самое интересное, что они работали, люди, которые занимались похищениями, работали на российские спецслужбы с целью дискредитировать наше государство. И вторая часть. Джаматы. Потому что я сам знаю этих людей, которые занимаются. А я знаю, что вот люди из наших рядов этими вещами не могли заниматься. Люди, которые работали на спецслужбы, эти джаматы, это и так мы все знаем, что они занимались похищением людей, там десятками продавали. Даже мне самому предложили принять участие, я это много раз говорил, что надо человека привезти этот. А моя задача была на машине его, типа его уже на границе Дагестана встретят, везут в Чечню, и получается, что воруют, а там и дагестанцы, и кто только не принимает участие, а получается, чеченцы воруют, потому что он будет находиться в Чечне, и это вся грязь на чеченцев. И потом называют чеченские террористы. Никто не говорит дагестанские террористы, никто не говорил. Чеченские террористы. Вот так на нас грязь лилась. Я не хочу, чтобы это вот. Поэтому, кто занимался, мы будем сами выявлять, и чтобы нам помогли вот это. И должны люди быть наказаны за свои преступления. Как и они против русских, и они национальность не разбирали. Правда, если против русских, они видели, что это безнаказанно может пройти. Там у чеченцев там родственники есть, что-то как-то. Но видели, что с стариками в Грозном, которые, они видели, что это полностью безнаказанно пройдет. Ну, дай Бог, будем стараться, чтобы больше этого не было. Так, тут Лора писала про Жириновского, который приезжал на праздник второй годовщины независимости Чечни. Но там немного кто, и с самим Джахаром Дудаевым некоторые чиновники как бы контактировали в России, там более порядочные, нормальные такие. Там много вот такого всего было. Просто вот это наши самые местные национал-предатели и как бы давали повод мировой общественности закрывать глаза на ситуацию. Это тоже, к сожалению, вот такие моменты, которых подкупали и которые там вот эти всем известные фамилии ублюдка, извиняюсь за откровенность, да, вот этого Завгаева Докку. Потом дальше вот эти ублюдки, Стахлановы, Хаджиевы, Гантемиров, Лабазановы, Хазбулатов, ублюдок, вот эти российские, который был больше русским, чем сами русские. Самое интересное, вот про Ямадаева. Потом сам его брат Иса рассказывает, ну, можно было это в голову иметь, не раскрывать это. Он сам признает, что его брата позвал генерал один Хасаюты встретиться, что он предлагал Ямадаеву $5 миллионов и оружие. Ну, короче, Ямадаев сказал, я не продаюсь, мне деньги не нужны. Конечно, и деньги нужны. Если, получается, деньги не взял, оружие взял, это значит, не продался, что ли, получается? Ты у кого оружие берешь, допустим? И 5 получил, еще больше, $5 миллионов. Вот люди так и работали. Сам брат его, думаю, где-то это еще сохранилось, наверное, его выступление. Вот люди занимались за большие деньги, вербовали их. Вот это Ямадаевы занимались похищением, чем только не занимались. Вот такое дело.
Доренко был такой журналист, и там человек из его охраны, когда он приезжал в нашу республику, тоже очень такой ярко выраженный чечено-ненавистник. Доренко, который там на мотоцикле вот, в аварии где-то сдох вот недавно, пару-тройку лет назад. И вот этот Доренко во время визита в Чеченскую республику предлагал одному из своих охранников похитить себя и разделить выкуп, прибыль, короче. Вот примерно чем-то подобным все вот эти вот ублюдки и занимались. Я вот говорил, кто, может, и русские еще присутствуют, на своем примере. И я, как и представляю тех, кто воевал за независимость, не за джихад, там продвижение слова Аллаха, не чтобы там халифат был, нет, чтобы независимое демократическое государство. Во Вторую войну, помню, там нам русскую женщину 37 лет. Я несколько раз рассказывал и буду рассказывать. Потому что это страницы моей жизни, что ж я видел, проходил. Тем более такие горькие страницы для кого-то это больно было. Я вот там смотрел, а действительно люди физически страдали. Вот я помню, это 37 лет этой женщине были. И к нам в подвал завезли, а там у нас 2 фельдшера было. Они там легкое такое, ну а у него там столько осколочных ранений, и там снаряд рядом разорвался. И там эти фельдшера, говорит, она несколько, часа 2 может прожить, от шока умрет и крови. И, говорит, ее надо везти. А нам там адрес неправильно назвали, там, Новые Атаги. А больница, кажется, была госпиталь в Старых Атагах. В Розном уже ничего нету, идут обстрелы. А, как говорится, русским некуда идти. Кто там мог? Даже российскому правительству эти люди, которые старики, в Грозном, они им не нужны. Они просто на них делали свое дело. И вот эта женщина, очень тяжело, она вообще не может терпеть это все. И мы с одним парнем, даже я ее взять не мог там, то, может, возьмите его, в машину положили на заднее сиденье, мне как-то тяжело было эти вещи, картины видеть. И мы едем в Новые Атаги, а там мост через Аргун, через Чеченаун едем там, и мост разрушит. Через машина у нас, ГАЗ-24 старая была у него машина. И через эту воду хорошо там смогли проехать, не застряло. Едем, заехали в Новые Атаги, а там, мы, говорит, у нас больницы нету, больница в Старых Атагах. Но мы вам можем таблетки дать. Я говорю, у нас этих таблеток самих. И вот эту женщину, чтобы она не заснула, как-то успокаивать мы ее, там один раз говорим, 5 минут осталось, другой раз 3 километра осталось. И она говорит, вы меня мучаете, везете, вы же сказали, там 5 минут уже, 5 минут давно прошло, там 3. И мы как-то, чтобы она не заснула, я с ней разговаривал, потому что заснет, она уже не проснется. И она мучается там. И мы обратно через эту воду едем, заезжаем в Старые Атаги. И первым встречным, где больница, он видит, что я в форме, садимся и сразу в больницу. Заезжаем, там люди выбегают, нас встречают, они занесли его в больницу. Не знаю, она выжила или нет. 37 лет, она говорит, ей дочери 7 или 10 лет, одна дочь у него есть. Вот эти картины я никогда не забуду, потому что много такого я видел. Поэтому человечность надо. Я не смотрю ни на национальность, ни на что я не смотрю. Я смотрю, что человек. Даже зверям надо относиться тоже по-человечески. Но в этой религии, ислам, таких понятий нету. Так, админ, сейчас я тебе один фильм подкину. Можно было бы его крутануть здесь. Vendetta, macho, vist, małacby jest taka
Masu majdosa inchu qach iftarit leshu marathon jo dakhde lesa jo di hawos masag marshaldu كيفيش بوتشيك وصلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ôi dạ yêu. Вкратце, надежде видету. Хазухова. Спасибо, Лео Джан. Спасибо. Лео, я свои горе уже переписываю на тебя. Да будет доволен тобой Аллах, иншаллах. Встретимся в райских садах. Поднимись к нам, Лео, пожалуйста. Зажим будет вендетта гожишь. Не все отдавай. Vindetto, ja, Chen. Визанак моцлок, докум дати сан версия, я чавка дешь. Это мой брат, грязный еврей Ягуд. Мне Аллах просто сказал, что мне с ним садиться нельзя. Я просто Аллаху тут немного такие сделал, наибнул Аллаха. Альхамдулилля, это наш брат еврей. Приветствуйте. Если салам можно ему тоже давать, он знает, как салам. Я его учил религии ислам. Полностью Коран, Камасутру научил ему хадисам пророка. Можно шахаду сделать, чистые мусульмане. А, тогда этот, как его, Милора, там, да, имеет свой хайнус, он вовец, Милора, это хан, альта. Чуя распятыш еврейская. Амеди, значит, он тоже, да, получается, чтобы у евреев заработать денег, он проклинал пророка, его имя, религию, а потом евреи, когда ему заплатили, он сказал, все, я только сделал, бисмилля, короче, и все. И что штука, ну и получается, вендетта. Сказала слово и забрал слово. Добрый вечер. Здравствуй, Лео. Маршалла, добрый вечер. Вендетта. Ассаламу алейкум. Брат, и тебе не кашли с этим саламом. Брат, ты это все гури завтра передай. Все, я уже канцелярию написал Аллаха, там Жабраилович придет с документами. Прямо на Жабраилу я возложил эту тему. Только вот эти бача-бази себе, дай эти, ну, да, передай это муджахидом оставим, да, муджахидом, сказал мальчикам, муджахидом. Да, правильно. Как дела у всех? Все хорошо. Как у вас? Как там обстановка у вас? У нас вроде нормально. Сегодня смотрел по Ирану наши братья кефиры, американцы, вот этими большими бомбочками там закидывать начали. Это 60-70 метров в глубину, которая уходит. Машаллах, как красиво, какой красивый фейерверк там был. Машаллах, Лео, сколько уже Нетаньяхов убили? О, я сегодня видел ролик, я даже не поверил, и это еще новости, Российской Федерации, да? Я в шоке, как бы. Мы типа все плачем, оказывается. Биби не знает, как закончить войну, и вся страна развалена. Это же надо такое проваливание мозгов, про такую пропаганду. Это, что вы поняли, вчера с Ливана 200 ракет вылетело в Израиль, лазерный щит, не ракет, лазер, сбил их. И вторую волну, и третью волну мы уничтожили прямо установки их, да, в Ливане. Сейчас вот уже 2 ночи мы Ливан сносим. Это они такой ролик выдвинули, что мы здесь сидим, плачем, Израиль разрушен, а Биби убили, да. Я извиняюсь, вот в России где-то передают, что в Ливане культурный центр взорвали. Да, с ракетами, там
готовили это, поезд Шихада сделать, да. Приветствую Да, всех. культурный. Порядочно. Мы знаем все российские культурные центры, как в Баку. Культурный центр в В Ливане. Баку закрыли культурный центр, как это гнездо этих спецслужб. Они со своей агентурой работают и везде. Понятное дело. Я что хотел сказать? Мне вчера с парнем одним, ну он сидит на зоне, он говорит, что раньше каждый месяц приходили в Украину. Ну, сейчас последний раз, говорит, уже в Иран кто хочет. Предложение было, кто хочет в Иран. Вот, не знаю, насколько это истинно, но, говорит, было такое предложение, что Иран предлагали. Вот такое дело. И еще одно. Вот, представляю, вот Ливан государство не дают людям там жить. Вот эти шииты, эти военизированные формирования Хизбалла, там же не только шииты, там и христиане, кто там только не живет. Представьте, людям жить не дают. Вот сейчас это будет все разрушать. И сами не живут, и другим не дают. И другим не дают. Свиньи-то. Поскорее бы закончить с Хизбалла и Хамас, и что там хуситы эти. Хуситы тоже они жить никогда не научат, живут как свиньи. На 5-7-летних детей женятся, детей продают за $200-300, родители дочку продают. Вот представьте, вот как можно с такими людьми по соседству жить? Что, они научатся жить, что ли, свиньи-то? А нас призывают, чтобы мы были похожи на них, чтобы мы учились у них. Ну, хотят, наверное, чтобы на них превратились похожие на них, наверное. Вот. Ну, мы, как чеченцы, истины не хотим. Вот наша работа в этом канале вот такая. Желаю победы Израилю. Сядь, Давид, добрый вечер, вас не заметил. Вчера показали, точнее уже сегодня утром я увидел тоже. Там взорвали одну базу под землей, примерно, как они говорят, 3-4 этажа, да, под землей. Строили корейцы. Там изнутри что-то там было, какая-то операция. Все это взорвалось, скала разлетелась. И там... я так посмотрели эти снимки, да, кадры. То есть там город. Там две машины проезжают. 2 грузовика. Чтобы вы поняли, там город был. Это все взорвали. И я так сижу, думаю, сколько денег потратили на это и в Иране, и там, чтобы мы пришли, это все уничтожили, а люди-то бедные, люди там, вместо того, чтобы построить там заводы, что-то построить такое для общества, да, развивалось, эти деньги все уходят в оружие, в эти туннели, подземные базы. То же самое, как в Сектор-Газе. Сектор-Газа, она вся полностью в этих катакомбах, полностью в этих туннелях. Там базы, там заводы внутри у них по оружию. И вот вместо того, чтобы эти деньги взять, дать народу, да, развитие народа, они в это кидают в эту идеологию. Хотя они прекрасно понимают, сколько раз мы не воевали с ними, когда они на нас нападают, постоянно они проигрывают. И вы уже знаете, что вы проиграете изначально. Зачем это все опять? Зачем? Они не меняют идеологии. Я сидел, наблюдал, говорили про персов, что персы умный народ. Я говорю, окей. Я все наблюдал на эти переговоры, даже сейчас. Особенно после тех 2 недели, когда мы с ними воевали. Это фанатики, это не никакое... У них одна идеология, вот это фанатизм. Недаром говорят, что, как сказать на русском, ненависть убивает разум. Эта ненависть довела настолько, что их даже народ недавно вышел против этих... То же самое Россия. Я сейчас сижу, смотрю, наблюдаю, что Россия говорит, какую пропаганду ведет. Я немножко в шоке так. И народ то же самое. Вендетта. Я зашел на русский стрим, я пробегал, и они кричали, вот евреи, евреи. Я остановился, и они рассказывают такую сказку. 500 солдат погибло, 10 самолетов позбили, какой-то корабль потопили. Я пришел туда. По телевизору, то, что по телевизору показывают, то и говорят.
Так я туда зашел и сказал, 10 магнитофонов, 3 портсигара, знаешь, как в том фильме, да, с приколом. Я говорю, откуда вы все это берете? Вот мне просто интересно. Он говорит, как вот наши, говорит, вот наши Mail.ru там зашли, там что-то какое-то там, их газеты мне показали, вот и пока это нас пишут. Я говорю, что, серьезно? Говорят, да, вы что, блин, в сказке живете? В своем мире. Как-то на букву Р что-то там называли мне страничку эту. Короче, такой бред пишут. И не в это верят, понимаешь? И я вот сейчас столкнулся с этой пропагандой от России. Все больше и больше я вижу, что они там говорят. Это, не знаю, народ. Это рабы. Это рабы. Совпадение, не думаю. Очень похож мусульман, да? Они тоже верят в русском, который арабы написали идеологию. Просто вражеский, свою чужую идеологию, в котором чеченцу именно вот эта идеология делает евреев врагом. Кроме этого, у нас не было вообще никакой вражды, никогда не было. Единственная причина нам враждовать вот этот вонючий культ смерти. Всякая верхушка, которая находится у власти, чтобы постоянно оставаться у власти, ей нужна идеология. Чтобы была коммунистическая идеология, все эти посмертно, вот, пока не помрет, они не уходили. Что Сталин, единственное, Хрущева убрали, что Брежнев, потом Андропов, Черненко, вот, идеология. А мы в исламе знаем, там уже, хоть там и не уберешь, он там пожизненно уже, как халифа можно убрать. Там преемственность уже, передается власть, все. Конечно, ихний, Хамени, 86 лет, человек уже пора самому-то. 86 лет, отдыхай. Не. Что угодно будут делать. Идеология вот у них такая. Хорошо, что вынесли его, хоть старик, но я рад. Дай Бог, чтобы народ пожил нормально. Людям надо дать пожить-то. Имеют же люди право-то по-человечески жить. Они все время поклоняться в сторону Арабистана. Я не хочу смотреть 5 раз. Нормально, ему помогли месяц Рамадан. Он уже в раю, заход на всех. Представьте, я свободный чеченец. Хочу за независимость чеченского народа. Я должен представить, какой я свободный независимый чеченец, если я должен 5 раз поклоняться, не знаю куда, какому-то арабскому камню, на языке, который я вообще не знаю. Не знаю, зачем я поклоняюсь из-за того, что там арабы какую-то книгу написали. Это книга. Книга. Верить какой-то книге. Это же люди написали. Тем более примитивно, грубо как-то понятиями людей, отсталых людей 7 века написали, тем более. И люди в 21 веке, тем более мы, чеченцы, там, живущие за несколько тысяч километров этого Арабистана, должны им поклоняться. Какой я свободный чеченец? Если я на своем языке не могу такого же чеченца приветствовать, должен их обычаи, традиции перенимать. Какой я чеченец тогда? Подарабник я, получается, подарабник. Самый большой враг для России, и самый большой, который уничтожит именно эту Россию, это есть этот Путлер, да? Вопрос в другом, это мое мнение, да? Вот его не будет, придет другой, он не сможет влезть в эти ботинки, где этот Путлер. Потому что то, что он, какую кашу он заварил, не каждый сможет это раскребать. И поэтому мне такое, мое, опять же, мнение, что Россия развалится. И тут Как Россия развалится,
вы будете жить спокойно, потому что вся поддержка этого терроризма исламского идет именно оттуда. Снабжают От России, Ирана, туда, да. инструкторов туда отправляют, учат этих, брат, дебилов, Не, короче, брат, нападать. даже оставь даже нас. Я говорю даже вот за Украину, за Чечню, другие страны. Это. Да все. Я уверен. Беда в том, что когда они уже вот-вот умирают, и им это же Америка приходит на помощь и дают ему вторую жизнь. Сколько раз они попадались вот так и не давали развалиться. Вся беда в этом. Вся Европа, весь Запад приходит на помощь. Да. Ну там атомное оружие, поэтому боятся, чтобы куда-то перешло. Но я говорю о другом, что это будет шанс у Чечни и у других народов, да, которые пострадали от России, взять заново построить. Но если даже есть у тебя страна, в которой есть какая-то религия, и она не влезает как с фанатизмом в структуру страны, то есть у него будущее, то есть развиваться, там, строить заводы, айтеки, да, то есть идти как в ногу с технологиями. Но если как сейчас... Хочу, извиняюсь, вот как раз у нас такие религии отделена от государства. У нас прямо в Конституции религия вообще не имеет к государству никакого отношения. Но любому человеку, гражданину Чеченской Республики, дается право исповедать любую религию или исповедать никакой, соблюдать религиозные обряды, не противоречащие законам государства. 43-я статья. Так это хорошо. Это отлично. Почему я так говорю? Потому что у нас религия сидит, религиозные, верующие, очень серьезные, сидят в парламенте, но они не лезут в эти процессы. Они понимают, что это... Они не лезут. И если это дело разделяется, у тебя народ развивается. Он технологии строит, народ будущее. А вот этот фанатизм, он никому не нужен. Никому не нужен. И я уверен, что скоро Путин тоже там у него... И все хорошо. И это не за горами, ребята. А ислам, религия, она всегда же на власть претендует. Если она не будет у власти, у нее шансов выжить там мало. Поэтому же у нас, видите, как на государственные деньги строят они, как сами говорят, учреждения, эти медресе, церковно-приходские школы. Государство финансирует, представьте, вот. Все эти исламские институты, мечети, там миллиарды людей на содержание этого аппарата, мол, стукачей всех этих, представьте. Если на них такие деньги не тратили, у нас такой проблемы в Чечне не было бы с исламом. Этого радикализма ничего не... Радикализма вообще не было бы, если не занимались похищением людей, не работали бы на российские спецслужбы, похищение людей, воровство, эти, нефть все воровали. Это все нечестным путем, криминальным путем. Никакого отношения, никакого желания у них не было построить независимое демократическое чеченское государство. А кто платит? Вот они хоть русские будут, они на русских будут работать, арабы заплатят, а так или украдут человека, даже голову отрубят, лишь бы деньги заплатили, и эти голову дороги поставят. А когда их у власти не будет, конечно, им никто это не даст делать. Как вы видите будущее с вашей страны? Будущее? Ну, если подумать, это зависит сроком судить, когда Россия развалится. Если пока не развалится, шансов никаких нету. Тем более вы сами видите, у нас этих дебилов, полудебилами даже их назовешь, дебилов очень много, паразитов всяких вот этих продажных, что на русских работают. Надо работать, и нам нужна поддержка. Единственное, что я говорю, я вижу поддержку со стороны Запада и со стороны Израиля. Но для того, чтобы на нас обратили внимание, и чтобы нас видели, нас нормальных людей, нам надо со своей стороны показать себя, что мы не из того, вот, что эти бородачи.
что мы от них отличаемся. И нам помощь нужна, и нам самим надо много работать. И поддержка со стороны своего народа нужна, опора, и со стороны мирового сообщества. Только так мы справимся с этим злом. А куда все ушли? Еще беда в том, что время идет и летит он быстро, и меняется обстановка быстро. С первой русско-чеченской войны уже это поколение, два, можно сказать, вот это подрастающее, они все абсолютно не учиться нормального, не было возможности, школы не работали. А вот следующий час, которые идут, для них 1600 мечетей, худжри, все вот так туда, направление туда идет. Это очень трудно сейчас, трудное положение. Пересмешник. Смотри, кто бюстик. Швар делиться в дырах, чували, сатюш. Маш, маш. Худовега, мокшай ваша. Gördüm. Ben bu hasta. İbrahim. Ne oldu? İbrahim مش عارف ابويا. Микрофон ставится, дечки гос, ох, шишер, ох, шишер. Сенige mest järdama hinar. Veterans, asta tashidi haudit, ölish arso, ahdek. Школе тахан, школе вахач. Масить предмет хила, математика, химия, физика. Ахло ошич, чуич, задание, канд, айовач. Тигдечк сан целет, серно сан эвор, амуиш, хиларак. Тахан сорт моду, تحجري تقعد عليه شوية أتانا أزوجتي على إيش ليترب على جيران لو حذركش أني هم تخاتان еще предметчат. Русского языка они не знают, а предметы все на русском языке. Русского языка не знают. Мало кто знает в селах, я говорю. А все предметы, даже знать русский язык не знают, что ты будешь физику знать, химию. Там вообще надо сидеть. Там сколько, чего этих примеров, уравнений, чего только нету. Тем более химия, там 9-10 класс, она вообще, биология последних классов очень тяжелая. Там физика, я вещи не говорю. Еще иностранный язык. И представь, это все тебе заменяет, открывает церковную приходскую школу Худжур, и ты там чисто эти арабские сказки учишь, вместо того, чтобы заниматься, эти все предметы учить. Если в 9, 10, 8 классе тебе, соответственно, твоему классу эти предметы надо проходить. И вот эти люди идут в медресе, там эти сказки арабские учат, а там не бьют тебя и палкой и всем. Потому что я полгода там работал, там в подвале, там спортзал был, я работал тренером, поэтому вещи знаю. И люди, которые, кто там работал, знаю, на кого они работали, где они числились, откуда зарплату они получали. В МВД зарплату получали.
Вот представьте, вот этот ребенок идет в школу, там полдня он в школе учится, полдня после обеда или до обеда он хужир посещает. Хужир там ему такие на листах задания дают. А все говорят, что надо там вот, религиозные знания. И родители тоже там, если были умные, родители туда не отдавали. И он дома сидит, а там палкой бьют тебя, он боится, поэтому вот получает религиозное образование, а в школу идет, в школе ничего не знает. Он. Учительница его ругать боится, как они сами говорят, родители приходят. Ну, отцу стыдно должен. Отец так-то не приходит, он приходит разбираться. А так, когда учительница жалуется, чтобы родители пришли, обычно мать приходится. Но если учительница поругает ученика или что-нибудь скажет, что уже приходит разбираться отец. А в медресе отец не пойдет, потому что знает, что там будет. А туда он не идет. Учительница рассказывает, мы ничего им не можем сказать. Потому что он говорит, ребенок, если он утром до обеда в школе, после обеда он хужир учит, что я могу? У нас прав никаких нету. Значит, целенаправленно все идет, делается. Как они сами говорят, это хужир государственное финансирование. Ну, государство должно видеть, что ребенок в школе и хужир одновременно до обеда и после обеда там же не может. Ну, специально дебилов готовят из чеченцев, мы же видим это. Но нормально, у кого глаза открываются, но если открыть глаза, ты посмотри хорошенько, вникни в ситуацию, ты же видно это. И немного подумай мозгами, если у тебя есть. Но в исламе мозгов быть не должно. Потому что твоим мозгам хозяин там, мулла, сидит стукач, который на спецслужбе работает. Вот и дебилов делает. Поэтому даже когда ученики там проходят, я их там спрашиваю, как что, он говорит, ничего не знает. Вообще ничего не знают, мало кто знает. Но есть у кого родители нормальные, они там отдают частную школу, там репетиторы, но и таких мало. Мало таких. Но специально дебилов делают-то. Поэтому эти медресе строятся, и исламские институты. Зато они строят ни заводов, ни фабрик, потому что завод, фабрик, квалифицированные кадры нужны. Люди будут работать. И перед камерой за 2 килограмма там, муки или сахара никто не будет аймани благодарить, плача на камеру. Потому что люди сами будут себе добывать. Присмыкаться не будут. Вот в чем дело-то. Как вы думаете, когда вот будет шанс у Чечни стать самостоятельной страной, останется ислам там, или она пойдет как бы в ногу с цивилизацией? Развиваться будет, строить что-то, заводы, фирмы, хай-тек. Есть шанс на это вообще? Потому что я понимаю, что если там ислам останется, это будет беда. Это будет просто... Есть, но очень мало сейчас они уже подготавливают. Если даже этот Россия развалится, устроить так, что междуособиц, как это, гражданское, чтобы мы на эти делились. Вот такая мне рисуется картина. Возможно, но очень трудно верится. Нам уже приходится выслушивать от своих соотечественников, живущих в Чечне, обращение к нам, живущих на Западе, негативное. Подождите, вы рано или поздно должны вернуться, и когда вы вернетесь, мы вам типа покажем. А мое обращение, мы-то вернемся, но так как мы это сделаем, так как мы вернемся, вам не понравится. Вам бы лучше бы уйти в свой русский мир, туда, откуда он пришел, вместе с ними. Базару нет, мы вернемся. Если вы такое говорите. А там как вопрос. Мы вернемся в Готесвиль? Боже упаси, как бы говорят русские. И так настроены те ребята, бойцы на стороне Украины, которые... Вы знаете, что победа Украины – это и наша свобода. Все зависит от той войны.
А самый серьезный бой нам все еще предстоит в самой Чечне против ислама, против этого зла. Ну, если Там посмотреть, просто- сами чеченцы, Да. дай, блин, они не это, не в основном исламе, они там тады соблюдают, да, тады, как правильно я говорю, тады, обычаи. Если посмотреть, вникнуть, сами чеченцы, они не настолько мусульмане, потому что большинство они соблюдают свои обычаи, или я ошибаюсь? Мой народ свободный, там- у нас не было в истории, вы в курсе, вы знаете, многие знают, что у нас не было ни царей, ни князей, но ислам предусматривает покорству хозяевам, царям, князьям и прочим хозяевам покорству. А у нас их не было. И через ислам Русня нас покорила. Вот посмотрите, практически все живущие в самой Чечне, их практически нет свободных людей, они все верующие, оголтелые. Настолько верующими стали, что мои юные годы, находясь у себя на родине, 60-е, 70-е, 80-е, не было такого, что есть сейчас. Через религию они нас подмяли под себя. Свободные люди, свободные чкрийцы. Отступили, мы уехали, мы всего лишь отступили. Это было стратегическое отступление. Те наши мусульмане, соотечественники, живущие в той Чечне, обзывают нас, говорят нам вслед сюда: вы трусы, вы покинули свою родину, уехали. Мы не покинули, мы отступили. Когда Орда, подставив вас, идиотов, вперед себя, пришла к нам в Чечню, ну, в общем, все в этом духе. Просто у нас сейчас эту пехоту готовят, как я говорил, с детства уже, пехоту, послушную пехоту, которая думать не имеет права, там, в исламе думать нельзя. Тебе поставили имама, ты должен слушать. А духовенство, мы знаем, все время духовенство работает на власти и обслуживает интересы власти. И никогда против власти духовенство не выступало. Мы на примере Чечни сегодня видим, как это духовенство обслуживает Кадырова. Его детей, жену, как они хвалят, называют его падишахом, как наш товарищ сказал, что у нас не падишахов никого не было. Сатрап, которого назначил Путин, мы называем падишахом. Представьте, завтра, который, если захочет, Путин его уберет. Временщика называем падишахом. Его детей. Вот я видел, вот даже спортсмены всякие, вот перед его детьми там заискивают все женами, там, позор-то. И это сегодня считается, для них это нормальное явление. Но для настоящего чеченца, даже со стороны наблюдать это, горько видно, обидно и горько видеть все это. А вот это вот круг, это, который кормится этими деньгами, они считают это нормальным, и они все время хотят оставаться у власти. Они же не отдадут власть, но эту власть надо будет забрать. Ну вот эту пехоту послушную, начиная с этих медресей, они и готовят. Рассказываю им сказки, что надо послушным быть, что надо 5 раз в день вот так, вот так. Надо арабское платье надевать, шут. Если ты очень посещаешь, тебе там надо это арабское платье. И заказывать должен ты там у кого-то. Вот свои дела делают, бизнес делают. Уже не знаю, если так долго будет продолжаться, очень вернуться нам будет тяжело. На старое место вернуться, потому что уже повернешь сзади, там не будет куда вернуться-то. Гнезда не будет. Гнезда не будет. То, что мы не убережем, если что мы свой ногчело не убережем, потом некуда будет вернуться. Это уже будет не наше. Просто у нас один шанс был. В 1957 году вернулись. Все равно мы оставались, хотя 13 лет на чужбине, вернулись, все равно чеченцами оставались. Даже там оставались чеченцами. Но мы сегодня на своей земле, не знаю, хотим быть подорабниками. Типа они нам обещали свой рай какой-то с гурьями-то. Вот нам гурьями вечно хочется. Вот. Я все.
Насчет вот этой темы про религию в государстве, то согласно нашей Конституции, которую вот эти вот ваххабисты, вот эти политисламисты, скажем так, которую вообще не признают, которая для них является главным врагом. В нашей Конституции оригинальной 92 года, без вот этих подтасовок, которые сделали в 96-м несколько товарищей. В 4 статье, 6 абзац, у нас четко прописано, что религиозные объединения отделены от государства. И есть у нас 43 статья, в которой прописано, что каждый гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Но там есть еще продолжение этой статьи. Сейчас я ее, просто чтобы точно слово в слово было, да, я вот прочту один момент. Так вот, статья 43. Свобода совести гарантируется. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Но дальше тут идет. Исполнять религиозные обряды и вести любую другую, и вот ключевой момент, не противоречащую закону религиозную деятельность. То есть ты можешь сколько хочешь там практиковать, исполнять религиозные обряды, исповедовать любую религию, но это не должно противоречить закону. То есть если в твоей религии там предписано брать у людей джизью, какой-то по шариату какие-то конечности отрубать, там с неверными как-то поступать, да, там их, я не знаю, убивать, похищать, рабов захватывать там и так далее, то тут уже включается закон, и таких людей нужно как бы помещать либо в Гуантанамо, либо в психиатрический центр «Халифат». А так вот, зная, что вот это за тема, да, там, зная вот эти вот все идеологические моменты, зная предписания там аятов, хадисов, вот как-то самое важное — это просто просветить общество. То есть вот конечная цель, что ожидает, если следовать полностью вот этим предписаниям, его надо сразу проговаривать и сразу просветить общественность, потому что общественность, народ абсолютно не в курсе, что можно изнасиловать женщин, что можно там педофилией заниматься, что можно похищать людей, что нужно до судного дня воевать и захватывать имущество неверных, на которое нужно как бы жить самим. То есть эти вещи, дело в том, что вот этих посадили всяких там пропагандонов, розовые пушистые вещи рассказывают. Вот эти розовые пушистые вещи, они не соответствуют тому, что предписано. Поэтому надо будет определиться. Сначала всем ознакомиться, а потом определиться, согласны ли следовать вот этому, либо нужно что-то с этим всем делать. Я вот у Вендетты увидел ролики, да, про Чечню.
Если настолько все это исчезнет, там даже не надо у вас строить заводы, фирмы. У вас на туризме там столько всего будет. Швейцария просто, другие страны отдыхает. Вот эта красота, вот это. Если туристы будут приезжать, вот. Куда будут приезжать? В Чечню. Понял. А если будет безопасность, если туристы себя будут чувствовать в безопасности, там же и так безопасно. Ну, я не думаю, что там, если приедут другие туристы, там сейчас. Там безопасно, сейчас точно безопасно. Юзер, тебе говорят про ситуацию, юзер, по-моему, да, это как бы дискутируется. Тут имеется в виду ситуация как бы в будущем развитии, да, вот как вот ситуация изменится. Я понял. Речь про Чечню чисто здесь. Да, сегодня в Чеченской Республике. А ингуши что? Они же тоже... Самый, скажем так, такой регион, да, Чеченская Республика, самый бесправный. Это я знаю. То есть мы можем в Северной Корее вот с чем-то подобным посоревноваться. Плюс вот это преследование там родственников инакомыслящих, вот этого дела, оно даже у корейцев нету, насколько я знаю, такой темы. Что они делают, когда они преследуют там родственников? Что именно они делают с родственниками этими? Теряют их просто. Людей без вести теряют. Закапывают. Например, если ты что-нибудь на Западе находишься, сказал против власти чеченской, что-нибудь плохое, они приходят к твоим родственникам, живущим в Чечне. Никакой чеченской власти нету, это русский нарратив. Это пропагандисты вот эти, которые в западных СМИ засели, рассказывают нам о каких-то чеченских властях. Чеченская власть – это когда чеченцы себе избирают власть и ее контролируют, сами являются хозяевами на своей территории, как это было в 90-х годах в начале. Этого абсолютно не существует. Там есть русский оккупационный режим. И все инакомыслие в адрес этого русского оккупационного режима, включая религиозную, вот эту вот часть, да, религиозную составляющую, которая является политикой этого режима, построили там 1600 мечетей. Вот эта тема, которую мы сейчас здесь критикуем, которую мы выдвинули на повестку дня, эта тема наиболее одна из таких преследуемых. Да? Вот даже наших каких-то здесь единомышленников уже несколько человек полностью заставили замолчать. Если кому интересно, можете зайти на телеграм-канал ЧГТРК, ВОКС так называется, и посмотреть, там они прям выкладывают видео, как связываются с родственниками и предупреждают, что потеряют без вести, если ваш родственник не заткнется. И вот так вот затыкают. Шалитесь. Короче, ты тут, а твои родственники там в заложниках у них. Это я знаю, это я слышал в этот момент. Но у вас тейпами живут же. Тейпы. Ну так типа весь тейп выселяют, что-то делают, по-моему. Ну, тейповая система – это как бы механизм на более раннем этапе, да? Ну или позднем, без разницы. То есть это в таком состоянии
когда нет возможности, чтобы функционировало нормальное государство. То есть в этой ситуации нужна тейповая система, то есть там 18-19 век, тейпы, тухумы. Тухум – это военно-политический союз, это 9 образований, которые был в Чечне, 9 вот этих союзов, союз тейпов. Тейп – это ничего тут такого непонятного нету, как он нас пытаются преподнести какими-то папуасами. Тейп – это просто фамилия. Фамилия родословная, все. Ничего от этого, чтобы отличалось, там нет. Вот фамилия, да, как на Западе, family, семья. Семья родословная. Вот это вот родословная, это и есть тейп. И тухум – это военно-политический союз, то есть мини-государство. Вот этих 9 таких регионов у нас было. И это в таких условиях, когда еще государства в мире только там устанавливались, и вот такая ситуация. Так, в 1991 году наш народ провозгласил государство и принял конституцию. Тут как бы тейповые какие-то системы, какие-то кровные мести, там вот это дело, оно уже незаконным является. Это все, эти все механизмы, они необходимы, когда у тебя нет государства, военной какой-то ситуации, когда войны на протяжении 3-4 веков шли. А так, ничего там такого аборигенского, это как бы, ну, в нашей среде, но... Ну, я понял. Хорошего вам вечера. Я желаю, чтобы ваша земля была свободна. Придет тот день, что вы будете свободны, ваша страна будет свободна, и вы добьетесь, чего вы хотите. От чистого сердца. Да, взаимно то же самое. Мы все можем желать только свободы. Свободы, мира, там, процветания. Хорошо. Так, Дон Ахча, что ты там пишешь? Я все продумал. Короче, Дон Ахча, бездюн ты тоже, знаешь, сидишь там, вот эти писюльки пишешь. Все у тебя так и не прошло вот это вот, твои чаяния, твой вот этот вот психологические, то, что у тебя вот это еще там с юношества откуда-то идет, вот это вот травма психологическая, так у тебя не прошла, как и у многих русских твоих соотечественников. Вы больны вот этим, как бы внушили себе, что чеченцы развалили Советский Союз, внушили, что как бы мы поломали, вот вы очень хорошо жили там прекрасно, мы вот чеченцы взяли там и все вам поломали. Это полный бред. Пора уже выздороветь от этого. Просто вот это в голове там порядок у себя наведите. Так, юзер, у тебя микрофон включен. Можешь говорить. Да, не, у меня нет пока вопросов. Да, сам уже прям. Що це? Боже, що це? Тіктока і так. Так он, форс. Воздух, так, Дон Ахча, что ты там постоянно?
построим флот, будем набеги делать на Турцию. Ну, видишь, у тебя вот такое вот какие-то... Нормально жить вы не можете. Обязательно вам нужно набеги делать, там, кого-то считать ниже себя или выше себя. Вот непонятно мне, вот, сколько бы я ни пытался, все равно человеку свойственно через себя пропускать вот это. Вот это вот поэтому самая большая ошибка мировой общественности, мирового сообщества, что они русских воспринимают, вот, пытаются через себя, скажем так, пропустить, да, с собой провести аналогию. Вот это самая огромная ошибка. Ну, я сейчас говорю о русских как о государственно-политическом образовании. Вот это вот огромная ошибка, считать вот это русско-украинскую войну там каким-то, пытаться найти в этом логику, да, ну вот русские же, они хотели, они НАТО боялись, что НАТО там приблизится, и НАТО будет им угрожать, поэтому они бедненькие. Вот такое вот пытаются какую-то логику выстроить в голове, что очень пагубно, потому что это вообще очень ложное, неправильное понимание, за которое потом можно и поплатиться. Так, Донахчик, ты пишешь, вы себе поломали в первую очередь, так что не можете, не знаете друг друга, шмарите. Ну, мы сами себе мы ничего не делали, Дон. Сами себе мы каких-то Кадыровых не придумываем, каких-то Доку Гапуровичев, Завгаевых мы не придумываем, Хасбулатовых, нам придумывают вот это все. Среди нас пытаются вот этот вот мусор найти, взять его, короче, там, накачать бабками потом, или же там завербовать, и вот так вот против нас же настроить потом. Или же через идеологическое, вот то, что сегодня происходит, да, через эти идеологии взять, одурачить часть общества и настроить ее против другой части. Не то, что против другой, а вообще против национального интереса, национального самосознания. Вот. Очень хитрое вот это вот, именно идеологическое, да, вот, связанное с религией, самый хитрый механизм, который как бы самый, скажем так, как это правильно, ну, дешевый, да, то есть на него меньше всего надо средств тратить, потому что тебе достаточно вот этого пациента, да, или клиента посадить на эти рельсы, и он уже сам в автоматическом режиме ведет вот такую вот, скажем так, пагубную деятельность, считая, что он сам там осознал дзен, что вот он, короче, добился там духовных каких-то этих. Вон, как сегодня я заходил, еврейские женщины сидят, общаются, туда заходит какое-то мудило и начинает, короче, матом поносить, короче, всех. И при всем при этом это мудила думает, что он ангел с крыльями, которому открыты ворота рая. Вот до того, как бы человека можно вообще в дебила полного превратить. Вот что-то подобное с нами и как бы делают. А это Дон что значит вообще? Дон слово. Дон — это есть река Дон. Вот казаки любят там вокруг Дона, вот эти русские казаки, я имею в виду. Да, я просто замечал, чеченцы некоторые Дон говорят постоянно. Из-за этого. Да, чеченцы говорят дуй, хон.
То есть, дословно, если перевести там на русский, есть же вот слово «паразит». Воль, ссылку умела классан, ухажли арсубату, извиняться, Дина. Вот ему вообще страшилка мою. Ухажли. Мама, ты извиняться, дешево был порзевин, хала. Видео ухажли арсума. Мича حذر Вольф ссылку мою хагатсон. Дон, короче, Дон вроде бы такой и среди чеченцев жил, и среди украинцев сейчас живет. Ну, я бы его, короче, не гасил бы, да. Но вот эта вот боль, да, которая, вот эта вот психологическая травма, которая у Дона и у всех русских там, которые в Чеченской Республике жили, вот это вот у них болезнь какая-то, да. Я реально тебе говорю, Дон Ахч, реально это вот вот так, синдром стокгольмский есть, вот это наблюдался, который, когда жертва реально переходила на сторону своего обидчика и уже была готова жертвовать за его идеи. Вот я тебе четко вот ваш вот, изучая, да, постоянно наблюдая, пытаясь понять, что у вас в голове происходит, это четкая картина вот такого психологического какой-то травмы, да? То есть вы реально считаете, что вот эта жизнь, выселив нас с нашей территории, потом завезли когда русских, ну вы-то казаки там еще раньше были, у вас как бы военизированных русских между нами сажали, но потом, когда всех уже наших выслали, и вас сделали, всех вот этих сопливых каких-то голодранцев притащили со всей России и посадили в наши дома, уже на все готовенькое. И вот там как бы вы выросли в этом там целое поколение. Вы считали, что это вот так должно быть, что вы вот титульные какие-то, вот эти вот там чушки, которые в дома, которых вы поселились, на готовые, которых вы сели, что вот они должны, вот все должно быть так вечно, да, что вас должны вот так обслуживать, обслуживающий персонал у вас должен быть, и вот это все должно вечно продолжаться. Это, ну, это и не ваша вина с одной стороны, да, и с другой стороны вот и ваша вина получается. То есть вам это вдолбили, что вы вот такие титульные какие-то, и потом вы не смогли как бы психически с вот этим смириться, да, что вы не титульные, а вообще хрены, короче, извиняюсь. Что интересно, Геша? How говорит, мы постучимся в ваш дверь, босс. Да, он просто прикалывается. Ничего, тебя вылечим. Постараемся вылечить, Дон Ахча. Тебе просто нужно почаще как бы вот это пытаться, чтобы твой мозг заработал, тебе как бы помогать, как бы вылечиться, помогать. Юзер, акцент у тебя как у дагестанцев. Ты когда сейчас разговаривал, «же» сказал, «же» есть типа. Я с Дагестана, с Махачкалы. Я думал, ты из Кабарды, что ли? Тогда представился. Сосед ваш.
Diktovok. Maar dat is goed. Ханзама його сплетидер, чон полюбасу, ну, элага то есть, вообще-то сисер пармат, он может доверяешь. Цахас, вы сами разберутся, в общем. До Нахча, там где-то на старте русско-чеченской войны, 18-19 век, так называемая Кавказская, чеченцев было по статистике там больше Лимона. Густонаселенно, все вот эти вот населенные пункты, они были вообще густо заселены. И, короче, наконец, вот этой русско-чеченской, так называемой Кавказской войны, чеченцев там неполные 90 тысяч вместе с ингушами. А вот на старте, когда нас там больше миллиона, мы по численности где-то соответствовали количеству чехов, как вы нас называли, чехи там. Вот, кстати, с чехами на старте вот этой русско-чеченской войны 18-19 век нас по количеству как чехов, а чехов сегодня 10 миллионов. Вот как вы нас как бы гасили, да, там демографически. И плюс еще у нас наше общество, оно более такое консервативное, более традиционное, да? Даже в отличие от чехов, именно семейный институт. Там вот в последнее время у чехов там, например, муж, жена и собака, да? Там, ну, муж, жена, один ребенок. Ну, как и везде по Европе. У нас, в отличие от этого, вот этот институт, семейный институт, он более такой традиционно консервативный. И даже с учетом этого, даже если это не считать, просто какой колоссальный ущерб, какие потери, да, сколько неродившихся людей, сколько родившихся и пострадавших там. Ну, короче, вот такая ситуация. Представь, ты вот сидишь где-то там и пишешь какие-то писюльки, вы там не дали нам быть титульной нацией. Короче, загеноцидили вас, не дав стать вам титульными над собой. Что это у нас все замолкли? И самое главное, вот у вас 49 адамдар довлетись. Самдал. Походу целят, а не весь толкутва. Пока могу поверить, что только ветеран. Один год вон, Дон Арча пишет, что пока может поверить, что только ветеран деисламизировался. Остальным не верю. Но это правда, за это я тебя винить не могу, потому что, к сожалению, вот то, что я сегодня там ходил по этим группам и слушал вот этих вот лицемеров, да, которым я сам не верю, например, то со стороны там, тем более там русского, там казака,
кого угодно винить в этом нету как бы... Ну, я понимаю, да, что сложно. Вот такое, как мне здесь один говорил, да, в Австрии, там работник определенных органов на одном из мероприятий там, что вот эти ваши некоторые лицемеры имеют не два лица, а 10, все 10. Конечно, мне это неприятно и самому высказывать, но вот то, что я сегодня, даже вчера, сегодня в ТикТоке наблюдаю, я не могу с этим не согласиться, потому что эта идеология из человека делает ублюдка. Даже, казалось бы, из чеченца, который, скажем так, имеет иммунитет, ну, не то что иммунитет, там чеченская культура, она такая более защищенная, да, там от вот такого дела все равно, несмотря на вот эту вот вакцину даже, можно сказать. Она, короче, ну, не работает, не сработала. Ты сам как деисламизировался, помнишь, ты на старте тоже за шариат топил. Уже салам алейкум всем раскидывал. Ты что-то тоже муртаднулся. Да, на старте было дело, подтверждаю, сама видела. Представь всех, кто дерадикализировали даже до Навчу. Вместо того, чтобы спасибо сказать, сидит там на нас еще бочки катит вместе с будулаками. До Нахча, помнишь ты, как саламировался на старте? Салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Типа, короче, шариат это хорошо, религия это хорошо, бисмилля это. Сейчас все вообще переобулись, там, демократами стали, какими-то, я не знаю, правозащитниками, кефирами. Короче, вообще тоже как бы нечестно, лицемерненько. Так, машаллах, Ибраим, вайнти гыч болнаган арбойши чой. Так, арбойши чой, вайн мэш доулш, вода хубаганду. Сажим дикца қейтір қысо, шуму қейтір цун хатыр. Маршал Ибраим, ой, ты хочешь был нахан арбой, шичуай вайн мер, что шода хубаханду бах хатар. Қейтір цу хатыр. Sabati Ибраим, сегодня еще на это сынок чумат подста. Маршал Ибраим. Ой, ты хочешь был нахон, арбой, шичой, ой, мерш, доуш, ода, хубаханду, тем,
Арбой выжревут, типа, ушмерш полшца, вот его паханту, хахтар духас, насколько я поняла. Жукты Жукты бусовшим. Не цахасу, короче. Жукты арбой щичуем обед сводно братишку. Все, скрыто смерть. Барка. Сводно хули, сводница хули. Ну да, цапнется, наверное, разно бух. Ешь, Аллаха, я зашел. Цер година ба, цер дик годинак. Дука нах був. Франция ощана ходиз. Постоянно волк дичь. Франция цат юкты. Таган нохчиш цеяшол. Шаш шишанте хоуш бич нохчиш цеяшол. Митингш нохчиш цеяшол. Цат акциш. Вайл халлар, короче. Милутигавек. Глюксман Бош, например, Жуктин Сакан Тухтин, тоже политика была. Каждую субботу, воскресенье, митинг шеш, Жукти Рыбеш Эра Бош, тебя. Вайцат Омбюч, тебя лехтин. Вот инстаган шишан ты хош вай нохчи. Шишан ты хошич Эрбел, дуакца двош был. Малоеш был, даже не так клиром, как малоер. Дальше, из-за дикдойсу. Из-за дуакца двош был, например, тот знает, митинг еш, прибеж. Так, Россия был даже от Жукты, короче, телевидение был, Жукты, волк. Поддержки. Короче, куда что, модер дейтич, духах цер, волкашца, нагалдуешь, умлеленах. Там вопрос был, что зачем им помогать нам? Как им помогать? Фу помогать, да что это? Мечаться на Жукты болчик, муджерич бувай болчик, где что цапицу. Лубецкий муджерит на очи. Не, помогать, да, да, мог помогать, да, что цен вообще, буду легче, помощь, херюценница, вообще неправильный в корне вопрос. Зачем им помогать нам? Потому что жукты четко понимают. Вот всем нужно учить притчу про мышку. Я могу сейчас не в точности ее процитировать, да, вот эту притчу. Ну, примерно там мышка, когда увидела, что хозяин поставил капкан в доме, там обратилась к курице и сказала, что хозяин капкан, вот этот, мышеловку поставил, короче. Курица сказала, мне пофигу, это твои проблемы. Причем я здесь, если мышеловку поставил. Потом пошла к барану, баран тоже сказал, ты что, это вообще не мои проблемы, это твои проблемы. Потом пошла к корове, корова тоже сказала, это твои проблемы. И потом как-то в эту мышеловку попала змея. И как бы услышав вот это, как она туда попала, хозяйка подбежала, не поняла, что за шум, и эта змея ее укусила за ногу.
Потом, чтобы ей там полегчало, завалили курицу и сделали из нее бульон. Потом она уже легла в постель, и начали приходить гости, завалили барана, чтобы приготовить там еду для гостей. И когда она умерла, на ее похороны завалили корову, чтобы там накормить вот пришедших там на вот это помин, короче, тезят. А мышка все это время наблюдала там, из своей ножки стояла и думала о вещах, которые никого не касаются. То есть вот такие вот вещи евреи прекрасно понимают, да? Что когда беспредел над другими творят, что в стороне никто не остается. Он в 38-м, 39-м, как это в Германии начиналось, там, разбиты вот эти вот витрины, ночь разбитых витрин и так далее. Поэтому вот такая вот тема, когда кого-то начинают прижимать, и все начинают, и как бы никто на это не обращает внимания, оно никого не обошло во время Второй мировой, обошло на всех. Когда начали разбивать витрины, отмечать еврейские какие-то эти там в Европе, в Германии. Сколько больше всего кого погибло? Сколько русских замочили, сколько немцев замочили. То есть умные люди, они сразу пытаются предотвратить вот такое. Поэтому, да, когда начинается беспредел над кем-то, то это беспредел над всеми. И только какие-то будулаки не понимают такую ситуацию, для них только свой-чужой. Вот Дон Ахча не даст соврать. Вообще, моим тапочкам становится смешно, когда будулаки начинают говорить про человека. 7 тысяч женщин, езидок, считается официально пропавшими без вести. Там. И вот эти как раз по Суре 4:24 изнасилованные, там, захвачены, короче, в наложницы. Наложницы. Да, и потом будулаки ходят. Вот там права нарушаются палестинцев там. Когда насиловали этих женщин, езидских, когда вот это в Израиле происходило, сидели и злорадствовали, дебилы тупоголовые. Ну, плюс 32. Извиняюсь за откровенность. Лардя, умадаться, это же ненормально, когда женщина, какая тебе разница? Просто тупой, просто подумай, где ты проживаешь, там, во Франции, в Швеции, в европейских городах. Перед тобой поймали женщину, изнасилуют ее. И ты там прикалываешься, да? Ты же все равно автоматически включишься в этот процесс, чтобы защитить. У тебя все равно, ты еще полностью не стал вот этим дерьмом по сунне, которое полностью действует. Но когда ты уже в эту среду полностью попадаешь, да, в исламское государство, в халифат, то там ты уже становишься этим дерьмом. У русских казаков 4:24 соблюдается?
Вот у Буданова был джамаат, в Урус-Мартане там дислоцировались они, Тангичу. У них вот 4.24 они соблюдали. Короче, все пошли спать. Ну да, Захалва, правильно. Бат. Так, вот к нам пожаловал Аслан. Нашел Аслан. Нашел. А Дуня? Давно тебя не было, Аслан. Постимся. Пост. Подтянул ты свои знания? Подтянул. Для чего? Чтобы здесь, короче, с демократами. Нет ни одного аргумента, кроме как православный мусульманский отсутствие стыда просто. Единственный аргумент у вас. Чтобы победить демократию, вместо того, чтобы, будучи коронитом, разбудулацизировать будулаков, короче, ты борешься с демократами. Это уже... Я как раз чуть раньше сейчас говорил, вот эти все, которые здесь критики что-то пишут, если бы вы вот так делали, бы вот тут вот так бы вы не сказали, было бы хорошо, если бы вы нежно говорили. Вот как раз Мируй Аслан, он пример тому, что вот это всякие, короче, заигрывания, они не работают. Аслан не показал, как он разрадикализировал хоть одного будулака. В результате применения которых можно вернуть... Аслан, православный постирали молодые. А? Ну, постирали. Хуй я. Пост. Постую. Поститься деш уцабара. А, пост. Маск Мадович, да, Марх дух Марх. То православное мое постное. Это вообще чеченское, языческое Марх. И там есть соль. Ну, значит, православный пост там, одновременно несел мои, войско доджал дорогу, да, цаны. Да. Аслан, комментируй ситуацию насчет шиитов Ирана и вот как они мочат суннитов, потом Израиль, Америка. Около этих шиит. Комментарий Сириус. Шииты, мусульмане? Надо у шиитов спросить. Вы мусульмане? Если говорят да, значит да. Они сами за себя решают, кто они. Каждый за себя отвечает. Айшен традиция вообще кадема, да, и мусульмане могут мусульмане традицию царауца. Солнце царудит. Как дубах, шеич, как дубах. Мархабата, да, лрула, кашах, собрали. Не, царь Бог, ба, собары, шеич, ба. Цунанен, мухуль, вообще. А видишь, Мартин, шей, левоша, пал до кладоли. Шей иман дили. Свобода, и я мечу до две шеич. Свобода, ладва. И собусал бубо, что лог, а здесь еще сукса, уй, Анна. Лог вица. Лог дуйча швайцу. Да, вот, что лицемерие дашь. حاجة ما خبطها الشيء نشتغل يخبو بعض ده
بعدين كان دول شاديك شو تسا شو Вот Придет, она моя, да. دعوات Пидорас, он говорил, да, عدايق بيدراس أبو كيريو عدايق عدايق وحيات نجي بيدراس على عدايق. هذه دغدغة قيام تقعت قيام إيه هو خصنا ده إما خلصنا لا يلشو حقول استخدمت على دول قسم خلاص чуть тошно, борешь. Дальше дам театр. Не, уже психология, одна عامة خميل واحد دا يلشو ح تمام بس سمعت بس عايش شيء باخي تناغا إبوه ده أستباخ أزو بتشي بدي أنا грубо عليشو هذا المالي تجي 100% نمدو так куча işte короче жим писать собры хладу все-таки шейтный ждаться дверк алхиецу а что-то там достоверное да смерту ничего росло Написано, что? да дверк шальчарсан ситуация хир моя церкву хирере Наручники, что ты хотел, Ибраим? Не переходи на личности, Бог знает, что тебе ответит. Я вообще-то не начинал, ваша святость. حاجة вот это شيء что عليك بس ايه ну إذا حديث شو نصغر том что حديث то что ну достоверно да так 100% он صغر знаю надо спросить خوشة خاتي زايز ينسوق عديد يتوقع بنجبل دونахча вот этот хадис, он достоверный, что шайтанов во время месяца Рамадан завязывают цепями. Оковы, короче, заковывают. Шейтан. А вы шейтан, а? Шейтан. Да? Так, вот видишь, включаем мою песню во славу Эляха. Ну, видишь, вот то, что сейчас Донахча пишет, это же шайтан. А как тогда? Его завязали, а он все еще пишет. Шайтан. Шайтан. Вообще, гою хай шайтан. Хай гою. Шайтан. Сун цаха жемол штай политин шайтан майтан цахуеш так дох сун. Ну ин шайтан. Шайтан. Эсял, он мюх шайтан. Чого эсял. Дал дюрлял из джиннахи адмахиша отдельно творение ацис. Состоянием либо человека, либо джинна. Моральное состояние. Джинны, где я могу сейчас найти джинна такого нормального, я не знаю, цивилизованного. Зачем тебе его искать? Ну, мне интересно, чуть-чуть. Он сам тебя найдет. А как тогда? Ну вот смотри, я тебе говорю, давай. Есть домовые или там какой-то водяной, я не знаю, леший, кикимора есть. Я тебе просто на слово должен верить или пойти? Ну вообще не веришь. Кто тебя просит верить? Кто просит? Не вери, все, дело личное. Веришь, не веришь.
Не, ну, цадакая человека, как бы. Ну тогда это проблема адская. Не надо меня на испуг брать, на страх. Так я не пугаю тебя, это будущее, твое, мое, да, качкуш. В любом случае, да, цакачкуш. Так, сказал А, надо же и Б сказать. Так я говорю... То есть я тебе сейчас говорю, так, короче, в болоте водится, в тихом омуте, короче, какой-то там водяной. Да. И потом ты спрашиваешь, где, как, я хочу сейчас пойти фонарик поискать. Не, ты, короче... Ну, не видно, больше творение, ха-ха. Да, на том свете разберем, это такое творение. Не, 700 крыльев, короче, и он молния, и да. Ну, короче, стреляет. И ты сказал А, Б дальше, не говори. Давай, Б, там, да. короче, там, туда, когда доберемся, там на месте. Хорошо, Гудон лучше, что ты хочешь, Ибрahim, что ты хочешь, скажи. Я хочу джина, чтобы ты показал. Я не могу их тебе показать. Но я верю, что они существуют, и все. Ты волен не верить в это. Но Да, от того, что ты веришь... Здесь поднимись немного насчет джинов. Поговорить надо. Ага. То есть он Цагаро уже не доказывает то, что ты не видел их не отсутствие. Или что это ложь. От того, что ты не можешь глазами это увидеть. Только что Барга еще Ты неправильно вообще это как бы пример приводишь. Это где правила? Кто установил эти правила? Правильно, смотри, неправильно. если ты что-то утвердил, ну, вот на бремя этого утверждающего. Ну, короче, ты раз что-то утвердил, ты должен доказать это. А не я, который говорит, что где это то, что ты утверждаешь. Я не могу доказать тебе это. Есть, то есть отсутствие доказательств как бы не является преградой для веры. Это. Хочешь верь, не хочешь не верь. Джо Халм, да, сказал. Докажи, покажи. А для тебя что такое доказательство? Визуально просто наблюдать их визуально. Какие доказательства? Я когда мелкий был, меня сразу всех вот здесь слушателей предупреждаю. Вот этим дерьмом не кормите своих детей. Хорошо, слушай. Я четко на собственной практике я четко знаю, что если ты детям с детства не вложишь каких-то шайтанов, вот эти, они вообще никогда в жизни этого не боятся. Поэтому, да, у меня вот в детстве, к сожалению, были эти страхи каких-то хренов, каких-то шайтанов там. Вот зачем меня лишний раз вот этим дебилизировали? Шайтаны, майтаны, короче. Ну, уже ты не ребенок, ты уже сложился. Я на собственной практике говорю, что дюзелуй, а сон и дерьмо, что цивили. Вообще, вот, заключение, что дерьмо боже. Накладывать мои... Вообще, цаиц, наоборот. Просто модер дюзел, хахва, цаиц. Хазда, цаиц, духве, считаю. Он палки... Объяснить, умнишь, сказки, что цивили, их лишний раз. Так Европа, наоборот, приход. Доказательство, хую, джин хиларе, цахалар. Хую, мухрезы, доказательство. Аллах, мух, какого рода доказательства? Джин из-за... Эрх квалан, творение, хабарган, гуши. Сун убей, хельчи. Ну, бедаться. Какой-то цакуящу, уша, короче, хуяшься из.
из, короче, гелия квелланю, но он что я говорил, сейчас им ничего, пошел он нахрен свой гуще. Это все тогда, живи, спокойно. Зачем ты теряешь айдетыш? Я свой гук цахельч, я свой гую хуш цахельч, а вообще едь сюда, едь. А он инсу напрягший, хильч савдельч. Вообще логически, хиль йолгум, бянцехун сейчас. Нет, джин богум. Вообще человеческий мозг не способен выдумать изначально то, что является потусторонним, примерно дейл, джин. Все это вообще невозможно. Изначально яйца. Это имена не на пустом месте они существуют. И снежные королевы, вообще, и снежные королевы. Водяной, домовой. Домовой из-за уже... Снежные королевы. Это как сержант, там, майор, и что это не творение, домовой, там, уличный, это состояние. Это уже состояние. А как творение, это джин был, выдумать целое. Кентавр. Кентавр, гую. Дешман, худу, дешман. Что значит кентавр? Гоур, Адам Гоур. Кентавр. Адам ду гоураду, сложите одному мозгу. Но гоура существа дяшу, и Адам существа дяшу. Одно проще сам выдумать, совместить, шихумду. А вот джин, хунгинайочум, вот это действительно существует, потому что объект, Хажа, Ибрахим, дайте имя на вас. Суюксю, малейта. Дикно, соборни, ас хайдет дقدع تدعو. Хайдет дقدع. Ародни, хайтейфа дат, ас хайдет дق его. Аяр вообще, аяр. Нормально, темер кучу отцак, что зачем движение. Так, ладно, короче, хуйнахта, бардак, хулис, надолы. Просто и кучу болчерк, элца, он дерса и разница, шейт ниши, юзол, шиштерн, пирма, бэйш, цаца, ворт бэйчтаца, шейт, и бюсен, шейт, ну, он один дома, элла. И с этими страхами царствил и бежишь халки. Маршал думался. Маршал. И мир Бог, и волк сказочник, он сам шават, а не умных тишь. А не тишь, он пикичуется, сонт курками алдешуется, дала. А верчики иттус халверчи. Таниша дечканилом Бух швати, это было швати. Тащие представление о мире, о джинах, за сказку, что есть аши. Это подобие человека. Все краче, а оскорбить один, он крылатый. Ашу юх, ашу югош, камян, алуш. вообще давно. Хайдет яндале он, садавудат. Ибуха хазмат, буха и. إذا حدين دوي حتيشن بو هستجيات يوغاريشي وصلهم ديك даже خذ чуть тверче удичи хотан мол حقو ديتش دوش كيتش ديتش كوما دوش да соболючи Айлам так бош юхус 55 сагану. Иштар айлам на хартур нашту чакигер нахбион дат аудобан лил что по сегодняшний день. Хартур нашту чаздеч камелан бухбало шаметта хал иштаду واشتادو شاخد قمع ده سديس يقول عن تيش وات سنة لوش وات عام يج شيء представление شيء تقول نشتيش ليه شو Мир хенен будучи дахана поститься. Ибрахим, шамахнаш опш, хума барц, вот так, почти, ирч махт бить, не схолит я 70 шаран, гейн волцел, велсманахт, а тем более мархаба таишт. Да уже хватит там, да, самообманом заниматься. Я женщина, наверное, я хочу,
Так, ладно, да я наука, да, это даю это. Хочу это бью баглие, короче, из нормального, да, уза. Собаки здесь хочу нах, ой, хазбах, чувол, швачун. Наоборот, ой, хазловый, ну, кверд. Дам худи черерти, это нормально, что адмал хаму yorерти, ой, юный, хорошо, был арпалец, да. Не для того, чтобы 55 сагануках, короче, что езжу, что из-за вот знаешь, ну, идите нормально, дуэл, как бы показатель, короче, из-за нормально датись. Вообще лартям дать, я очень ездишь, нан, я хочу ездить, что я лартям дать. أسأل شو بيستيقظ يوريس خوف مثلا يوريس خوف تجيم صوبر ديزر كوين صوبر admin dajer zorg af so much admin dajer daga worse просто эрвел хлыс. Ой, как обычно, гимн латуш. Чехах мегардур цагас, гимн латёвая шаддек до кучу жёхца нохчи, хумма нохчал дюйт своих потом сунам дикцах етис, вот твой лило, что ларум дать. Вообще нормально даться. Самега сенса ночи хума что лацу те держаться. Есть сак чуть-чуть, сак тит один тюнгерца. Короче, тюнгерца делалс, короче, тит айда дикцах етсунца, что аккуратно цахули. Короче, что дух. وتواصل سخانا لأخي حقيتي سغير أخت أخيتي عايزين جورا ما خير الوزيعة عايدير لخ خير الوزيعة عايقوم موت بسبير الوزيعة وقتيش أزيزوش زامني وزاشكا دياردو سويسيد والبيع عايزين أورم عايدير لخ عايقوم موت حالا زمان چه حق قونه خیلی قونه تهان بو ام حالا چوچ و تهان قونه ایش زمان یون دیر حالا قونه خی دریگ حنرش کاش لربر موق لربر زیوس لربر زود یا یش لربر خیلی تهان خیلی بیش بوش قونهش لربر بیش موق بو متوتون یش غلقش دو لرن ديش خذ لامستو تهن حلقة شالتنز دين والقش تهن حيقل سي بيتن شاقيه ديشتو بقاش متتس ولدن قليت هو يقول شتو صبر ملدو أتقي الشب صبر قاش ديال تشول يحا صبر كروش من هو ولا حلا تهن خيل بيز الصبر قاش نشول يحا صبر كروش نعم